Послушаем что-нибудь, Инстаграм, я не знаю, что-нибудь посмотрим, почитаем, покажу что-нибудь, потому что у меня сегодня только 2 телефона, не могу, короче, этот, третий у меня без зарядки. Поэтому будем общаться, Дуслар, будем общаться и посмотрим, что происходит вообще в мире. Итак, наверное, пройдусь я по башкирским каналам, именно о том, что происходит в Башкортостане. Мы посмотрим, что долбили, что не долбили, кого долбили. Пройдемся по этим каналам. Допустим, Батыр Талпар. Давайте почитаем его, что они хотят, что они делают. Почитаем о чем-нибудь. Вот. Давайте с негатива начнем сразу. Видео маленькое, короче, двое читали намаз. Москва. Звука нет. Нет, плохо видно, да? Это вам еще повезло, просто сейчас полиция вверх. Звук изменен, короче. Короче, прочитаю так. У нас нельзя этой хуйней заниматься. Русские нацисты угрозами помешали 2 молодым мусульманским парням совершать намаз на абсолютно пустой спортивной площадке. Случай произошел в Москве, ну, как обычно. Ненависть к мусульманам набирает обороты в русском обществе. Ну, это уж очевидная, как говорится, херня. От этого далеко не уйдешь. Вот такая вот дичь. Идем дальше. Чисто то, что есть в новостях, я просто прочитаю. Давно я, потому что не делал вам эфиры, я не в курсах вообще. Никакого союза с глобальным югом у русских не получится. Взаимодействие с представителями нерусской национальности и у рандомного Ванька, наверное, моментально включается комплекс колонизатора. Поверьте, это все очень хорошо видно и радует, что народы сейчас уже отказываются принимать такую колониальную иерархию. Шутка российских блогеров над узкоглазыми вызывает моментальную реакцию у китайцев, вслед за чем наступает моментальная отмена хамов-шовинистов. Никакого многополярного мира с центром силы в Москве не будет. Никто не согласится быть чуркой для услады имперской комплекса лаптоногих колонизаторов. Но не знаю, что за прикол, откуда это вытащили. Шанканака. Что они говорят? Когда все китайцы будут любить мои песни, и когда все китайцы Стоит только появиться камере, как рука сама тянется к уголкам глаз и тянет их к вискам. Такой удивительный биологический код у многих белых иностранцев точно заслуживает научного изучения. Ну, как вы понимаете, эта херня у нас всегда она была. Это дебилизм, как говорится, то, что там чурка или там чукча нассал на бензобак, потому что потом полетел самолет, блин, потому что надо было нассать, именно должен нассать чукча. Это вот то же самое, что, блин, понятно, что чукча тоже узкоглазый, башкиры тоже узкоглазые, и все другие тоже узкоглазые. Вот как-то так. Поэтому, ну, ничего не поменялось. Вот я сколько времени не веду эфиры, а тут одно и то же говно, блядь. Вот какое говно было, такие это говно до сих пор, как говорится, разжевывается. Но в разных, так сказать, позициях, в разных людях это выскакивает по всей России. В тот день я только закидывал куда-то один видосик, где-то кто-то или мне закидывал, или я смотрел. Так я не досмотрел. Я закидывал как раз интересный момент, как докопались вроде бы муж с женой, что ли, до кыргыза-таксиста. Вот что-то вот они докопались до него, я таки вот не досмотрел, вот интересно, вот где это я был, видел, в Инстаграме, вспомнил как раз, давайте вот в тему как бы давайте об этом поговорим, как это было. Вот сегодня еще какая-то дичь. Водитель избил парня, который сопровождал девушку в коляске.
Тоже происходит это в Москве где-то там. Сейчас вот этот, про этого кыргыза я куда я закидывал, я таки не помню. Где я его вытаскивал. Интересно просто. Что-то я не... Порой я куда-то закидываю какие-то видосики и не могу найти потом их. То ли я их загружал. Сейчас зайду-ка. Куда-то я закидывал и хрен найдешь. Ну вот, да, я себе закинул. Вот. В столице Яжемать устроила скандал с таксистом, киргизом, который отказался везти ее 8-летнего ребенка без детского кресла. Семейная пара заказала обычный тариф, когда водитель увидел, что со взрослыми будет еще маленький мальчик, то отменил поездку. Женщина категорически не захотела покидать автомобиль, спровоцировала конфликт, а затем и вовсе перешла на оскорбление мигранта. Ну, там очень 3 минуты идет, но я его... Есть на переднем, только бустер. Это правило. Короче просто. Вы Видели, водите наверное. автомобиль, у вас есть права. Вы правила знаете? Да. Нет. Знаете, вы только что прочитали правила, вы не слышите правильно. И вы вместо того, чтобы сказать, извините, я как бы не знал. Вы про какую-то камеру Яндекс рассказываете. Что это? Это вообще... Динара, Салям. Зачем вы записываете? Я себя записываю, себя. Я никого Вот, не себя снимаю. записываете, что делаете, Сидите ла-ла-ла. на заднем сиденье. Ну, вы, наверное, видели, наверное, Ну, очень про долго. тему Все, я не разговаривал. буду писать, закидывать, короче. Вот, да. Покажите, пожалуйста, вашу регистрацию. На основании чего вы пребываете в Российской Федерации? Мы докопались уже до регистрации, ну, как обычно. И как раз-таки до этого я сейчас полчаса и вам что-то рассказывал вам. Вот сколько я вам уже говорю, да, ведь вот эти 4 года я вам говорю, кыргызлар, узбеклар, таджиклар, приезжайте сюда. Тут нет такого. Тут вообще нигде нет такого. Бритый ты, не бритый, вообще пофиг. Черный ты, белый ты, разницы нету здесь. Тут нет нацизма. Почему вы едете именно туда, где вас, как говорится, грубо сказать, в жопу ебут? Почему вы туда, блядь, едете сами? Вот ваша ошибка, своя ваша ошибка, блядь. Мы вам, нахуя мы вам, блядь, постоянно об этом говорим? Мне от вас ни тепло, ни холодно, блядь. Просто вы униженные. А когда вы униженные, это задевает наше достоинство, блядь. Когда вас чмырят, блядь, попадает нам, блядь. А манкурты нашего образа, башкиртлар, татарлар, манкуртлар, казах, кыргыз, все манкурты, которые есть в наших нациях, им похрен. Они скажут, ну а что, терпи? Терпи? Они вот так скажут. Ну тогда, блядь, сиди дома. Что приехал? Вот так они скажут. А мы вам что говорим, блядь? Мы вам не говорим же, иди вот пиздуй, блядь, в Узбекистан, и там будь рабом своего уже, блядь, президента Мирзияева, блядь. Я же вам так не говорю, блядь. Я вам всегда говорю, блядь, пиздуйте оттуда, блядь, деньги делайте, пока у вас руки-ноги есть, блядь, пока вы не старые. Окшашлягез, блядь, барыгыз анда, шитиллерни күрегез, блядь. Yok, нахуй, блядь. Yig'ilib yotib, блядь, Moskvaga boralar, блядь, Rossiyaga boralar. Bo'g'im bormi? Men optirim shunday kishilardan, блядь. Kishilarga bir yaxshilik qilaman desam, yomonlikka aylanadi, блядь, shu narsa. Нахуя так? Когда, блядь, людям вот здесь тоже, вот даже тому напарнику я пытался помочь все это время, те годы, которые 2 года я с ним был знаком, помочь, он в конце насрал на меня. Понимаете? Кишиге, блядь, yaxshilik ishlab bilmay, блядь. Какого черта так происходит, я не могу понять. Почему у вас нет совести, блядь? Почему у вас нету, блядь, вот этого, блядь, как-то вот, он же мне помог, отдачи, блядь. У каждого человека рожденный должно быть это, блядь, в семье воспитывается это отдача, блядь. Тебе, допустим, дали вот эту вещь, верни нахуй, сука. Больше даже верни, если надо, блядь. Если ты посчитал, что можно больше вернуть, блядь. Ну хуй с ним, меньше верни, блядь. Ну верни, блядь. Не становись крысой, блядь. Поэтому, когда я это все, понимаете, если бы я не прошел бы, вот мне 41 год, блядь, не прошел бы это все говно, блядь, Москвы, я бы вам это доказательно не мог бы рассказывать. Был бы пиздоболом. Поэтому, когда я вижу вот этого кыргыза, что его чмырят в такси, я 100% верю кыргызу. Пусть он 1000 раз ее нахуй послал там, блядь.
Но я верю в кыргызу. Почему? Потому что кыргыз на своей работе. А те шаболды, нахуй, которые выходят в такси или что-то там предъявляют, они, блядь, нахуй, просто прошмандовки московские. Я же говорю, я все этапы разные работы я поделал, блядь, в Москве. И в такси работал, нахуй, и курьером работал. Кем только я не работал там, блядь. Везде я увидел, блядь. Я вам рассказывал в своих эфирах, уже 4 года, блядь, долблю об этом. Меня пиздили в такси. Нападение у меня было, блядь. Вот эти алкаши ебучие на меня налетели. Я это вам 1000 раз уже рассказывал, блядь. Поэтому, когда он удивительно еще, блядь, такой амбал сидит молча, я в ахуе просто, блядь. Я в ахуе, блядь. Я, блядь, нахуй, вот такой хиленький такой, нахуй, я, блядь, нахуй, мог, блядь, там кипиш навести сразу, блядь. Мне похуй, документ, не документ, нахуй. Не в документе там дело идет. Дело чести, блядь. Тронули, нахуй, ебашь, блядь. Пока, блядь, в жопу, как говорится, это обидчику, нахуй, нож не засунешь. Надо до этого ебашиться, если уж до этого доходит, блядь. Шунарга Дуслар, что я хочу сказать, что вот этот весь сыр-бор, который, блин, я вам говорил 3 года назад, 2 года назад, год назад, блядь, это продолжается постоянно. Унижение азиатов продолжается до сих пор. Не говоря, что Башкортостан, Татарстан, Узында, что происходит, блядь. Также идете, блядь, умирать, также и так далее, и так далее. Вот недавно мне вышли из Башкортостана люди, пишут мне, откуда они меня нашли, я не знаю, блядь, нахрен. Где-то, наверное, в ТикТоках увидели или что. Пишут молодые пацаны по 18 лет, просятся, чтобы я им каким-то образом помог, блядь, заехать в Европу. Вот такая хуйня, блядь. Я, как говорится, готов помочь, но я им сразу предъявил, блядь. Это не будет бесплатно. Когда-то я делал бесплатно это, Рахмат Бирким айтмады меня. Поэтому, исходя от этого, я это делаю платно. Если нравится, давайте. И потом они меня подключили к какую-то группу ебучую, а там одни, нахуй, полупокеры, нахуй, голубые, да и нацисты сидят там, блядь, нахуй, русские, блядь, из Сибири, блядь, которые, блядь, тоже хотят рвануть, нахуй, Европу, потому что они там не хотят жить при путинском режиме. Это те ждуны, блядь. Ждуны, когда сдохнет Путин, потом вернутся и будут дальше прохлаждаться. И называть тебя, всех нас, блядь, чурками, блядь. Это вот эти гниды, блядь. Я с ними пару дней посидел там, поогрызался, блядь. Они пытались на меня что-то нагнать. Я говорю, вы охуели, блядь. Я говорю, вы придурки, что ли, блядь, нахуй? Вы же, блядь, голимые нацисты, нахуй. Кто вам, нахуй, поможет, блядь? Ебитесь сами, нахуй. Все, главное, не в России сейчас они. Все съебались, нахуй. Сидят в Грузии, другой в Армении. Там третий еще где-то, блядь. Все, как говорится, в кустах, блядь, сидят. Не в России. Потому что они ждут второй мобилизации. Или третьей мобилизации, блядь. С какая нахуй уже? 3-й год, да? Уже 4-й год. Мобилизация. Хуй поймешь. 10-я мобилизация, блядь. И вот они себя называли ухилянты на ТИСе, блядь. Их не канал даже есть, вот, блядь. Ё, твою дивизию. Они мне накатали целую кучу, блядь, этих. 874 комментария написали, блядь. Ебанутые. Я должен смотреть, что ли? Ну, суть, блядь, в том, что эти люди, 8 человек всего лишь, блядь, готовы, блядь, нахуй, в данный момент, нахуй, продать свою рашку, блядь, чтобы спасти свою жопу, нахуй. Самое интересное, там, один из них гей, блядь. Я, говорю, гей, блядь. Я хуею, блядь. Вот воспитание русских. Они же себя называют русскими. И потом я им, конечно, блядь, пару дней читал нотацию истории, нахуй. Я говорю, вы пидорасы, нахуй, финно-угры, нахуй, вы не русские нихуя, блядь, вы долбоебы. Вы хоть поймите, кто вы, блядь, сука. Ну вот, исходя от этого, я понимаю, что Россия за этот период еще хуже в говно втопталась. Ничего не произошло, блядь. Москву долбят, там долбят, тут долбят, блядь. Ну, ничего не произошло там сверхъестественного, блядь, я вам скажу. Вот давайте просто сейчас зайдем с того сайта в Куштау Байрам, потому что более здесь новости будут более интереснее. Я Куштау Байрам, если помните, говорил, я не буду читать, но придется читать, потому что я пока ноль без новостей вообще. Поэтому я должен как-то что-то вам, как сказать, донести. Так. Привет, дорогой. Салям, Каявата.
Вот, родовые башкортские земли, Осекеевский район Оренбургской области теряет множество мужчин на Донбасской мясорубке. Даже в небольших селах на кладбищах десятки могил СВОшников. Не жди хороших новостей. Сколько? Я похоронил. 4 человека я похоронил, пока 2 там, где-то я хуй, где-то на перекрестке башнятся, но пока пропали. Хуй его знает, может мертвы, не знаю. Ну, привезли, похоронили. Там гроб даже не открывали. Одного, короче, было открыто, но там, знаешь, там, блядь, там, короче, там, получается, тело, оно было как бы, ну, сложено, короче. То есть, блядь, руки сложены как тело, там, что-то кишки, там, ну, накрыто, короче, это все. Ноги там, блядь, полуокаленные, короче, ну, и голова еще более-менее, там, что-то, блядь, еще видно было. То, что вроде он. Вот, ну, блядь, жуть, короче, такая, блядь, пиздец. Я вот тогда вообще охуел, когда увидел, блядь, раз. Я думаю, ебать его в рот, блядь. Думаю, вообще пиздец. Пиздец. Знаешь, вот честно, вот я вот в деревню иногда вот ездию свою. Там, знаешь, у меня там дед похоронен. Вот, я иногда ездию, когда там, ну вот, как это называется, там вот, матерные или как-то какие-то дни, короче, там. Вот, и, короче, туда ездишь, мне бабушка говорит, короче, я еду. Еду там, ну, что-то там поставить, там, розочки, там, что-то еще, там, что-то там поставить хризантем, там, убраться. Вот. И вот я приезжаю, вот там не было ничего, допустим, там, никого. Короче, Там, ну, короче, там не было, месяц назад приезжал, ничего не было, приезжаю, ебать, уже 50 человек лежит, нахуй. Я думаю, да нахуй, и нас в деревне глушь ёбнутая, допустим, никого никогда там не хоронили, блядь. Ну, мат на мате, ну, сами понимаете, блядь, как говорится, наш человек. Ну вот, понимаете, человек вроде, блядь, с Оренбургской области, Осекеевский район, вот, Манасингем, поэтому туғанлар, сіз просто білесіз ме? Туғанлар деген я вышел на своих родственников, недавно разговаривали с родственниками туда-сюда, из Башкортостана. И я им, короче, сказал, где нахожусь, наконец-то, признался, потому что они, оказывается, меня по фоткам уже давно уже засекли, блядь, где я нахожусь, блядь. И таким образом говорят, блядь, ну ты там пиздец, круто, кайфуешь, живешь, блядь. Ну это я еще на Мадейре был, на острове, блядь, когда. И вот, что я думаю, да, об этом, что они живут реально в манкуртской среде. И они говорят об этом. Ихние действия в разговорах понял, что они не со мной. Они топят за Путина. Все, потеря, нахуй. Я это, блядь, по разговору понял. Поэтому вот туғанлар дегенде меня башқұрт менен татар, казах, узбек, кыргыз, таджик мен үшін туған. Если они адекватные и топят за свой народ, а не за Путина. Сіз меня туғансыз. А вот эти родственники на самом деле, туғанларым енді менің, қарындашларым, они ебанутые. Они топят, блядь, нахуй за Россию. Чтобы она не развалилась. Чтобы этих, блядь, всяких пиндосов и хохлов, нахуй, ебашили, убивали и так далее. Вот они топят за это. Полная деградация, блядь. Но получается, столько я мучений здесь прохожу, когда они там живут, прохлаждаясь, так, в кавычках. Их же сейчас как бы Башкортостан тоже долбит, блядь, там, Москву долбит, ну, они там на очке сидят, ну, живут. А мы здесь как бы только, ну, так сказать, альхамдулилля, спасаем свою жизнь. Мы так живем. На широкую ногу не живем мы здесь. Пытаемся, но не получается. Всякие, блядь, ублюдки, блядь, попутные, нахуй, твои товарищи или там партнеры по делу тебе подножку дают еще попутно, блядь. Кидать собираются. Точнее, кидают. А так можно было бы хорошо здесь жить. Если, блядь, возле тебя ровные пацаны были. Как и в России. Нормальные пацаны, которые остались там. Или там, может, и уже не осталось их тоже. Здесь есть тоже нормальные пацаны, но у каждого своя жизнь. Приходится вот с всякими попутными, нахуй, так сказать, гастролерами
как нас назвали, блядь, в этих гнилых комментариях в Фейсбуке, гастролеры. Вот такими гастролерами мне приходится здесь общаться. Эти гастролеры потом начинают, блядь, нахуй пургу нести, блядь, и вот ты остаешься, как сказать, у разбитого корыта потом. Доверившись в этих людей. В людях думаешь, блядь, вот человека нашел, будем вместе ебашить туда-сюда. Вот так, блядь. Вы можете сказать, блядь, это обида и так далее. Не в обиде дело, блядь. Я правдоруб, блядь. Я ненавижу, нахуй, пиздоболов. Которые, блядь, нахуй, вот тебе лицемерно ведут твою жизнь. Нахуй мне такие люди нужны, блядь? Хуя они вообще присутствуют в моей природе, блядь? Рядом где-то, блядь, колышется, нахуй. Нахуя, блядь? Я всегда Аллаха прошу, чтобы возле меня были с иманом люди. Богобоязненные, которые хоть и намаз не читают, чтобы у них совесть была при себе, так сказать. А мне попадается всякая шваль, блядь. Как нахуй. Понаехали в Европу за большим, так сказать, евро. Точнее, за длинным еврушкой, блядь. И думают, блядь, сейчас там наебу, тут наебу. И уеду, нахуй, себе в Андижан, и будет все классно, блядь. Нихуя. За все рано или поздно нужно, и будешь отвечать, нахуй. Рано или поздно, блядь. Не сейчас, а потом, блядь. Не ты, а твои дети, нахуй, страдать будут. Проблем нет, нахуй. И это не кара Божья. Это твой косяк, блядь. Харам меньше жрать надо. Идем дальше. Аспекты. В Башкортостане судят подростков, которые сожгли флаг Российской империи под кричалку «Башкирия навечно, империя смерть». В прошлом году, если помните, Белорецкий межрайонный суд Башкортостана приступил к рассмотрению дела против, как считает следствие, 2 активистов Лиги свободных наций, запрещена в РФ, которые на видео сожгли флаг Российской империи в 2025 году. Я освещал про это тоже вам. По версии следствия, в начале января прошлого года подростки пришли к стеле, ну вот это, блядь, эмблема, блядь, района какого-то, установлено на въезде в Бурзянский район и сожгли флаг Российской империи. Следственные органы установили личные подозрения студентов одного из уфимских колледжей 16 и 17 лет, которым было якобы пообещали 60 тысяч рублей за видео сожжения флага. ФСБ тогда утверждало, что подростки также нарисовали надписи на зданиях в селе Старосубханхулово, а видео с флагом появилось на ресурсах, которые российские службы связывают с башкирским активистом Русланом Габбасом. Сам Габбас любую причастность к инциденту отрицает. Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственное управление СКРК по Башкортостану предъявил подросткам обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. Их также подозревают в вандализме из-за надписи на зданиях. Лига свободных наций в свою очередь заявил, что не имеет никакого отношения к описываемым событиям, не назвала происходящих публикаций ФСБ, направленных на дискредитацию и запугивание национальных движений. Что же касается личности самих самоуправленцев, как рассказал источник, близко знакомый с делом, один из студентов, уроженец одного из районов Башкортостана, второй родился на Набережных Челнах. Один из них, несмотря на уголовное дело, доучился второй обучение бросил. Обвинение против молодых людей сосредоточено на ненависти к национальной группе русские, а призыв Башкирия на вечную смерть империи смерть на видео трактуется экспертизы как призыв к прекращению существования российской государства. Следующее заседание суда назначено 20 августа. Туганлар, я вам одну вещь скажу. Я же тоже не один, да, ведь всегда мне кто-то откуда-то нашептывает. Габбасов, если вас кому-то что-то там, какие-то действия призывает, да, ведь не надо его слушать нахуй. Лига свободных наций, блядь, я никогда не слышу, чтобы она кому-то призывала, блядь. Вообще пиздец. Сырос Балаян, блядь, вроде нормальный, ровный человек, блядь. С моего адреса, блядь, я вообще ненавижу кого-то призывать к чему-то. Я конкретно вам говорю, я не призываю, блядь, каждого вот так идти с флагом или с трусами, нахуй, вот так, блядь, натягивайте трусы и пишите «Путин пидорас», нахуй. Мне это нахуй не надо. Мне это пизду нахуй не надо. Я вам откровенно сразу говорю, блядь, идешь со мной, бери нахуй в руки нахуй оружие, идем на Москву. Минты пошрана бутармин, блядь. Я ненавижу мелочиться вообще. По жизни вообще, блядь. Ненавижу мелочиться в том понимании, что здесь идет честь государства твоего, блядь. Башкортостана и Татарстана, блядь. И так далее. Там Кавказа, там Чечни и Ичкерии и Дагестана, блядь. Честь этого идет тут.
Там не идет то, что ты, блядь, как уебан вышел, блядь, как Рафис Кашапов и Нафисы, блядь, со стрингами, нахуй, выходят и говорят: Татарстан азатлык, Татарстанга азатлык. Блядь, они уже 30-40 лет об этом пиздят. Брярся кильчиктамы, которые бегают за Эрдоганом, которые думают, нахуй, вот сейчас им Эрдоган поможет, нахуй. Хуйня это все. Это все хуйня. Поэтому, Дуслар, блядь, мой призыв, блядь, неизменный, блядь. Неизменный. Только уничтожение Москвы. Уничтожить Москву только нашими силами, блядь. Никого звать не надо. Я вам 1000 раз до этого вот это говорил. Вот сегодня эфир говорил, блядь. Не надо, нахуй, верить даже андижанским. Не надо верить, нахуй, своему Тугану. Никому не надо верить. Просто нужно, блядь, каждому взяться за ум, взять в руки, нахуй, блядь, оружие и пиздовать на Москву, блядь. Как, блядь, хохлы долбоебские, блядь, начали бомбить сейчас через 4 года Москву, блядь, Уфу долбят и так далее. Что от этого? Валсбери сейчас ебашить начали. Что от этого? Нихуя. Заправки перепиздили. Все. Да и что с этого, блядь? Москва развалилась? Нет. Ничего не поменялось. Поэтому вы должны одну вещь понять раз и навсегда, что уничтожение Кремля приведет к упадку России. Другое место не надо, блядь. Вот прикиньте, вы просто, допустим, ебашите, допустим, саблями с кем-то, ебашитесь, допустим, каким-то чудовищем, блядь. Ебашите ему по яйцам, ебашите по яйцам, а он не умирает, блядь. Потому что надо по сердцу ебашить. А сердце, блядь, России — это Москва. Это Кремль, блядь. Не надо им по яйцам давать, нахуй. Понимаете, блядь? От яиц ничего, блядь. Яйца отрежут, и все, человек живет дальше. А Кремль, нахуй, блядь, такая же хуйня, блядь. Это я так уж, блядь, визуально я вам объяснил это всю хуйню. А так, кроме, блядь, нахуй, Кремля, Москву ничего, блядь, нахуй не удерживает. Подам на Россию, блядь. Если вы хлопнете, блядь, это ебучее, нахуй, стадо кремлеботов, вот этих всех Соловьев, блядь, и так далее, до Путина, да, допустим, все. Распад России, вот там будет распад, блядь. Это каждому касается. И Габбасову, нахуй, блядь. Серьез Балаяню, блядь. Этим ебучим Кашаповым. Всем это касается. Айсину Руслану, блядь. Кутаевым, Хуяевым, блядь. Всем, блядь, это касается, блядь. Всем это касается, блядь. Что вы, нахуй, блядь, здесь, блядь, собирая общество, не доносите, блядь, цель, нахуй, Москвы, блядь. Цель, почему, нахуй, уничтожение Москвы, блядь. Не надо, нахуй, собирать всякое ебучее общество, где, блядь, одни с трусами вылазят, другой, блядь, стрингами, нахуй, и натягивает, говорят: Путин, уходи, Путин, помоги, блядь. От этого нихуя не будет, блядь, нихуя. Я считаю, блядь, если ты мужик, нахуй, блядь, конкретный, блядь, мужик, блядь, не пиздобол, блядь, ты должен, нахуй, блядь, послушать, блядь, раз и навсегда, что Башкортостан с Татарстаном, блядь, должен быть независимым, блядь. Да, могу добавить. Ради Аллаха. Ради Аллаха он должен быть независимым. А если мы ради Аллаха это сделаем, Аллах Та'алям точно, там, я не буду говорить, вознаградит нас или что-то там. Нет, точно поможет нам. Понимаете? Если вы идете, как говорится, с крестоносцами против Украины, тоже крестоносцам, от этого у вас толка нету, блядь. Потому что манкуртский маразм ваш крепчает, и вы не можете с этого, так сказать, Бермудского треугольника выйти, блядь. Вы идете, блядь, вот так, слушая Москву, пиздуйте в Украину. Возвращайтесь мертвыми в Башкортостан или в Татарстан. Вот Бермудский треугольник. Туда-сюда, туда-сюда. Вы гоняете шары, нахуй. Просто так, блядь. А ваши жены, дети и так далее страдают. Без отцовщины, нахуй, появляется. Поэтому я считаю, что вот этот инцидент с детьми 16-17 лет, это, я думаю, блядь, у них даже есть яйца, нахуй, чем у вас, у взрослых мужиков, блядь. 16-17 лет осмелились сжечь этот ебучий флаг, блядь, этой узкой общины. Ну, как-то так, блядь. Как-то так.
И вы можете, да, сказать, блядь, что ты там один сидишь, блядь, нахуй, ничего дальше, больше, блядь. Вот именно я один. И, кстати, блядь, охуительный вам пример приведу сейчас. Взял я на днях заказ, блядь, 220 квадратов, блядь. И тут же сразу я попал, блядь, в кидок, нахуй. В каком смысле кидок? Люди обещают, блядь, да, будем работать. Хуй, блядь. Нет работников. Нахуя этот объем 2 этажа, блядь, 220 квадратов ремонта, блядь, если я не могу его один осилить, блядь. Тут то же самое, блядь. Если вы со мной не идете, блядь, против Москвы, как я пойду один на Москву, блядь? Это тем ебучим комментаторам я ответил, надеюсь, которые говорят, что ты там сидишь, блядь, петух туда-сюда пиздишь, блядь. Это вы как раз-таки, блядь, там сидите и несете яйца. Курицы ебучие. Я хоть, блядь, нахуй пытаюсь петушариться, пытаюсь, нахуй, блядь, чтобы вам, блядь, донести, что, блядь, нахуй, хватит, нахуй, нести яйца, пиздовать надо на Москву, блядь. Утрируя. Идем дальше. Зеленский анонсировал украинские беспилотники с дальностью полета до 10 тысяч километров. По словам президента Украины, уже в следующем году страна рассчитывает получить дроны, способные преодолевать 5-10 тысяч километров. Сейчас Украина уже располагает дронами с дальностью полета свыше 3000 километров. До конца этого года на вооружении появятся аппараты, способные преодолевать до 4000 километров. Вот вам ответ, да, Зеля? And now already Russians, and we have drones 3000 plus kilometers. 3000 plus километров, блядь, будет хуярить, дроны их в данный момент хуярят, потом будет 10 тысяч, блядь, 10,000, блядь, будет хуярить. Ну и что с этого, блядь? Я понимаю, после его слов, мысль сразу прилетает одна у меня, что эта война еще завтра не закончится. Понимаете, нахуя ему, если 3000 уже есть, ему еще 10 тысячное надо. Что он, получается, до Уссурийска хочет долбить, что ли, блядь, дронами Россию? Получается, это значит, блядь, игра кошки-мышки еще не заканчивается, блядь. Это получается, значит, Башкортостан с Татарстаном, Ичкерия, Дагестан, это за мусульман, я говорю, будут дохнуть. Вы будете дохнуть, блядь, нахуй, и еще хуй знает сколько лет, блядь. Как нам обещают, до 27-го года, потом кто-то говорит до 28-го года. Ну, это такие отголоски от Германии, мы слышали. Ну, имеется в виду, знаете как, сколько будут удерживать украинцев в Германии, столько будет продлеваться война. Вот это такой, знаете, расчет, слуховой расчет, блядь, можно так сказать, блядь. Потому что в Германии пиздят, когда их выгонят. Вот если когда их выгонят Германия, вот тогда, значит, примерно война будет закончена. Вот как-то так. Сейчас одену, что-то прохладно стало, блядь. Все это время 2 недели назад топило, жестко, жара была, блядь, под 40 нахуй, блядь. А здесь прохладно, блядь, охуеть, как прохладно, блядь, становится, прикиньте. Что-то зима настигает очень рано в этом году. Прочитаю, вот комментарий здесь был. Недавно ходил на мероприятие одно в Уфе. Один молодой блогер проводил, там были только башкиртар и татарлар, яштар в основном. Я прямо обрадовался, что они все за независимость. Да, но об этом нужно быть очень тихо, чтобы опять вас не упаковали где-нибудь. Аллаха шукр, вот если такие люди, яшляр, будут просыпаться, я же вам всегда говорил, за меня, вот за мои каналы всегда яшляр топят. Яшляр мне иногда, я же говорю, пишут туда-сюда, приедем, уедем, пишут мне, яшляр пишут мне. Альхамдулилля, что у яшлярда, башкортларда, татарларда есть какой-то, есть, так сказать, оправдание того, что они все-таки башкортлар, татарлар. У них есть вот это, понимаете? А вот в моих годах, блядь, мои вот эти ебучие манкурты, блядь, 85-х годов, 80-х и так далее, нахуй, и ниже там, до 90-го там, и 95-го, блядь, ублюдки, блядь. Это конченые ублюдки, которые думают, что, блядь, нахуй, они прожили, блядь, жизнь в СССР, они прожили жизнь, что, блядь, они, ну, так сказать, знаете, дуньяны курганляр, кизганляр дуньяны, а у дунья, получается, для них как бы дал дохуя и больше, блядь. Но я не вижу, что она дало, блядь, кроме смерти, блядь. Ты дожил, блядь, до 40 лет и сдох, блядь. Зачем ты жил, блядь?
Зачем тебя растили родители до 40 лет, и чтоб ты сдохнул, блядь, в этой ебучей Украине? Миноптери, блядь. Просто херею, блядь. Идем дальше. Любопытную мысль высказал экономист Вячеслав Ширяев. Ряд причин, почему в постпутинской России будет невозможно, как раньше, удерживать силы нас, республики, от самостоятельности. Ну, понятно, здесь 2 минуты, что-то грузит хуево. Ну, в 2 словах, блядь. Недавно кому-то тоже об этом, блядь, рассказывал, с кем-то я поспорил, блядь, в поезде или где, блядь, не помню. Пытались сказать, что, типа, блядь, мы не на правильном пути, и, типа, блядь, нахуй Россия победит, блядь. Хуй вам всем. Победит она или не победит, Россия, так сказать, экономически, она уже обосралась. Пусть будет, блядь, так сказать, война, пусть она не будет, эта война, блядь, разницы никакой нету. Вы в галике будете, блядь. Вот кто там будет жить, даже вот мои родители, родственники и так далее, вы будете в полной жопе, когда закончится война. Потому что именно конец войны принесет во всех инстанциях стоп. Почему? Потому что все производства, которые происходили и происходят в данный момент, они работают в 10-кратном размере, блядь. Как бы, понимаете, как бы завели шарманку, блядь, и она пока работает. Вот когда это остановится, у вас все утихнет, блядь. Утихнет. Еще вдобавок вернутся все долбоебы, блядь, с армией, блядь, которого вот сегодня как раз тоже, вот, я думаю, эти какие-то солдаты пиздили одного, блядь, в Москве. И вот такая херня будет у вас. Будет такая херня, что у вас будет пизделово, блядь, у вас будет нищета, вы будете кроить нахрен последние бабки, которые сейчас вы зарабатываете. Вот вы сейчас куда-то их вкладываете, там хаты покупаете, что-то делаете, а потом вы будете сосать. И жестко сосать будете, понимаете, блядь? И когда вот Узбекистан возьмем, да, к примеру, сейчас все по всему миру говорят, что Узбекистан поднимается. Да, базара нет. Узбекская вот эта внутренняя, блядь, так сказать, красота, будем так называть, блядь, экономический прогресс, он растет. Но люди как были бедные, так и бедные, блядь. Как они шароебились по всему миру, так и шароебятся. Вот когда вот провал России произойдет, когда вот после войны, после вот этой всей хуйни, блядь, вы посмотрите, как вы, может быть, соберетесь, каждый из вас, который мне говорил до сих пор и говорят, блядь, нахуй там Европу, вы соберетесь все нахуй, блядь, как те же узбеки, которые сейчас мыкаются туда-сюда, блядь, вы будете ездить, блядь, как челночницы, блядь, если фильм смотрели, вы будете челноками нахуй, блядь, будете в Европу хуярить, только так, блядь, в Америку, блядь, в Израиль, куда-то будете ехать нахуй, лишь бы нахуй там с голода не сдохнуть в России, блядь. У вас это будет жестко будет, как крысы нахуй будете, как бы, знаете, как железная занавес открылась в один момент, и вы все поскакали нахрен. Вот это у вас ждет, блядь. Вот это у вас будет, потому что дома вы, блядь, сука, не сможете что-то заработать. Почему? Потому что нахуй провал, блядь, который сейчас, ну, идет, так сказать, со стороны, допустим, каких-то работ, он будет, ну, миллион раз, блядь, нахуй выше, чем вот в данный момент, где все работает, а там это уже не будет работать, и вы будете в жопе. Вот в этот провал вы попадете. А Европа, наоборот, я думаю, будет цвести. Почему? Потому что она до сих пор баланс удерживает. Не сдохла, блядь, при вашей войне, блядь. Вы же хотели, чтобы она сдохла при вашей войне, но она не сдохла, понимаете, блядь. Почему? Потому что, блядь, нахуй, так сказать, блядь, у них правильный, наверное, экономический есть, так сказать, подход, наверное. Они были уже готовы к этой войне, так сказать, блядь, морально, да, не то, что, блядь, нахуй, физически, да, морально они были быть готовы, потому что у них подключилось, мне кажется, так сказать, НЗ, блядь. НЗ, вот это запасы, блядь, нетронутые запасы, они подключились, и поэтому они живут на плыву, блядь. Я не заметил за 4 года, чтобы что-то произошло в Европе. Поднятие цен – это нормально, нахуй. И поднятие цен – это, блядь,
блядь, по всей, вообще в земле, блядь, это нормально, блядь. Экономика падает, поднимается, туда-сюда, вот деньги туда-сюда, блядь, это норма, блядь. Но вот в России это будет как бурлаки на Волге, блядь. Вы будете бурлаками, нахуй, но жрать нечего будет, нахуй. Но вы станете бурлаками, понимаете? Вот такая хуйня будет у вас, блядь. Поэтому что-то жестко похолодало. Сейчас посмотрю, сколько градусов тут вообще. 22, блядь. Пиздец. Я охерею, блядь. Шундыхаль, дуслар. Поэтому, если вы думаете, что вот эта вся дичь, которая происходит сейчас, в нашей вот этой ситуации, то, что мы здесь переживаем, блядь, мы не можем, так сказать, что-то стартануть, что-то начать, блядь, в своей жизни, да, ведь потому что мы за рубежом, блядь, мы очень, как бы, не в хорошем состоянии, потому что нихуя, блядь, это нельзя делать, тут дохуя запретов, блядь. А вы, живя в России, ну, как бы, вы в какой-то, наверное, прогресс, наверное, успели зайти в данный момент, но этот прогресс потом, и я не знаю, что с ним будет, блядь, но точно я знаю, что у вас сейчас уже, да, вот мы недавно затрагивали одну тему, тоже вот я ходил на рынок, короче, запчастей, у вас нехватка запчастей, понимаете, у вас идет нехватка запчастей, обычных запчастей на машину, блядь. У вас нет запчастей на машину, не говоря о том, что, блядь, на самолеты и так далее, мы об этом уже давно об этом вам говорили, блядь. У вас нигде нету обычных запчастей для, так сказать, продовольствия, можно даже так сказать, блядь. Пусть будет машина как продовольствие, блядь. Для жизни, так сказать, блядь. Для бытовухи у вас нету, блядь, ничего, блядь. Кроме калашей и, блядь, и всякой дерьма, блядь. Ничего нету у вас, блядь, понимаете? СИЗО УФСИН России по Волгоградской области. В какой же абсурд я попал? Меня патриоты России, ветераны войны, боевых действий просто посадили в клетку из-за чьего-то политического заказа. Что они творят? За что так обошлись со мной и с моей семьей? Из-за моей критики. Это повод так поступать? Посадили в камеру рядом с украинскими диверсантами, с людьми, против которых я воевал на Донбассе и Сирии. Я морально убит. И убили меня свои же. Стандартная плата за патриотизм. Классно, блядь. Человека какого-то хуя посадили где-то там с украинцами. И для него это как бы очень, так сказать, противно. Ну, понимаете, когда, как говорится, ты, ну, так сказать, тюремщик или, так сказать, блядь, обвиняемый, так будем уж говорить, блядь, будет так, по-другому я что-то не могу сейчас сообразить, какое слово сказать. Когда ты уже как бы виновен, и тебя сажают, блядь, там не выбирают, нахуй. Там не выбирают, блядь, потому что, блядь, нахуй, в один момент ты, блядь, нахуй, лизал сапог, нахуй, а в другой момент, блядь, у тебя, знаешь, что-то был заскок, и все. И ты будешь сидеть, блядь, хоть с гоблинами, нахрен ты будешь сидеть, блядь, разницы нету, блядь. Любишь ты их или не любишь, блядь. Вот и все, ты перешел черту, блядь. А в России перейти черту очень быстро, блядь. В данный момент вообще. За каждое слово, блядь, сажают. Поэтому о какой нахрен, блядь, сука, блядь, демократии вы можете мечтать вообще, блядь? Ну, как-то так, блядь. Делиться деньгами, так начните с себя. Матвиенко предложила нам поделиться деньгами с аграриями, потому что власть довела сельское хозяйство. Вот уж царевна-лягушка возле золотого трона своего Кощея. Так может она и начнет делиться своими награбленными миллионами. Что она говорит? Капец, вы только послушайте, что несет Матвиенко. Что она несет? Это безнравственно получать доходы от банковских вкладов, когда наши аграрии стонут и взывают о помощи. И если кто-то считает, что сытый голодному не товарищ, то я хотела бы напомнить, без аграриев голодными будут все. Поэтому доходами, я считаю, тоже должны поделиться все. Может быть, вы начнете с себя, начнете делиться своими миллионами, миллиардами, все, что вы наворовали, а потом уже будете забирать у людей. Вы и так у россиян забрали все. И уже больше, чем все. Вы охуели. Охуели. И самое интересное, это Матвиенко, блядь, сама хохлу, блядь. В
корень, блядь. Или еврейка, блядь. В корень. Вот и думайте после этого. Я просто хуею, блядь, нахуй. Вот удивительно, да, ведь, блядь? Я до этого вам эфир вел, как узбек узбека может выебать нахуй. Или еще кто-то может кого-то друг друга выебать. А тут вот хохлы хохлов ебут, блядь. Получается, Матвиенко на этой стороне нахуй, на стороне нахуй зла, а там, блядь, сука, патриоты Украины, блядь. Охуительно, нахуй, блядь. Просто охуительно, блядь. Вот это и есть манкурты, блядь. Вот это и есть манкуртство, блядь. И у татар, и у башкиртов, у всех это есть, блядь. И у чеченцев, и у дагестанцев, у всех это есть, блядь. Это манкуртство, блядь. Поэтому, когда мы пытаемся вам доносить, еще раз повторюсь, доносить, что, блядь, нахуй, Европе в данный момент ваше спасение, вы говорите, что не, нихуя, блядь. Я и в России могу поработать. Нахуй я, как бы, я же сам, блядь, шнырь, блядь, нахуй, Узбекистана. Но я могу на России поработать. Лохом, блядь. Нахуя мне Европа, блядь? Потому что русские мне ближе, блядь. Потому что ихний член мне ближе, блядь. В жопе давно он уже, блядь. Со времен, блядь, ата-бабаларына вақытынан берлі. Күтімда онарына, кутага, блядь. Шуларға я могу терпеть ихний хуй, чем европейский, блядь. Марко просто не знает, что Россия щедрая страна. Что говорит? I think it's the only conflict I've been told. It's the only conflict that anyone in the military can recall where the killed in action rate is higher than the casualty rate. That's how bloody it is. The Russians, I believe, are losing upwards of 5,000 to 6,000 soldiers a week. That's an staggering. I think it's the only conflict I've been told. It's the only conflict that anyone. Этот долбоеб Рубио говорит, что, блядь, 5-6 тысяч россиян умирает в день, оказывается. В день, блядь, нахуй. В неделю. 5 до 6 тысяч солдат в неделю умирает, оказывается. Марко просто не знает, что Россия щедрая страна. Да, она же всегда, блядь. Россия щедрая душа. Если помните, шоколад такой был, блядь. Слава России, Игорь Сергеевич. Пошел нахуй отсюда. Игорек, блядь. Так, об этом предупреждал Джохар Дудаев. О чем он говорил? Если русские не опомнятся, хотя бы оберегая себя от трагедии войны, то им пора задуматься, что красный петух войны войдет в их дом. Войдет. И будут гореть российские города, если не опомнятся. Когда я раньше говорил, что будет гореть земля под ногами агрессора, журналисты так скептически комментировали. Вроде Дудаев сделал заявление, а земля так и не горит. Якобы там оппозиционные уголовные силы уже наступают на Грозный. Горела, и земля горела, и броня горела. И еще раз заявляю, не опомнится Россия, будут гореть города синим пламенем. И они сами приводят к своей катастрофе своими собственными руками, поощряя бандитизм своего политического руководства. Правильные слова, прям, понимаете, порой такие исторические такие, так сказать, слова выходят, да, ведь, допустим, у людей. Откуда-то откапывают, блин, и ставят, а оно подходит, блин. Понимаете, прям оно прям в точку подходит, блин. Эти слова, блин. Просто удивительно. Вот пишет как раз сестра мне из Крыма. Вчера ночью рассада нас обстреливали. Ночью не было света и весь день арго. По газу уже обстреливают. В Симферополе по Валсберу попали, сгорел. Вчера на полу лежала, пока обстрел шел. Стресс. Вот сейчас пишет, как говорится, она мне. Я это прочел и в этом, ну, так сказать, вот давайте вот так покажу. Вот я и прочел, видите, да? Ну, чтобы имя не было видно. Вот это написали мне с Крыма. Вот только что, вот 8 минут назад пришло, я просто игнорирую, я на эфире не буду заходить сейчас туда. Вот так вот. Вчера ночью рассада нас обстреливали. Рассада, ну она написала на узбекском, очень сильно ебашили по ним. И вот тебе нахуй из Симферополя в Валсберг попали, блядь, сгорел, блядь. Понимаете? Поэтому
Хохлы, через 4 года, блядь, пришли к тому, что надо было, блядь, 4 года назад делать, блядь. Когда я, блядь, орал, блядь, давайте бомбить Москву, я еще тогда во Франции жил, я вам говорил, блядь, давайте ебашить по Москве, давайте, блядь, да, давайте все, блядь, мне в ТикТоке, в Ютубе говорят, да, класс, все, нихуя ничего не летело, блядь. Через 4 года, блядь, сколько, блядь, подохло, блядь, и хохлов, и наших, блядь, и только начали ебашить, блядь. И то, блядь, нахуй, Валсбери, блядь, нахуй, и всякие МПЗ, блядь, нахуя, блядь. Ебашьте по Кремлю, блядь. Нахуя вам эти вещи, блядь, МПЗшки, блядь, Валсбери, чё это добьетесь вы, блядь? Нищенский народ, блядь, вы думаете, бурлаки подымутся? Я тут жопу рву 4 года, Кашаповы 30-40 лет рвут жопу, нахуй, чтобы эти ебучие татары с башкирами, нахуй, манкурты встали, блядь, против Москвы. Да вы заебетесь, они не встанут. Поймите одну вещь, раб своего хозяина, блядь, манкуртские вот эти рабы, наоборот, будут сплотиться, блядь, перед своим хозяином, блядь, потому что они рабы. Аузына қарап тұралар, аузына қарап тұралар, алар, блядь, нахуй, айталар, блядь, хужа, нәрсе болды, сен әйбәтсіңме, өлмәдіңме? Без әйбәт. Мы с тобой. Это не поможет, понимаете, вы, я не знаю, какими, нахуй, мозгами, нахуй, яйцеголовыми, нахуй, думаете, блядь, хохлы долбоёбы, блядь. Я не могу понять вас, блядь. Из вас, если кто-нибудь, блядь, я не знаю, какой-то хуй какой-то вылезет из этого Хохляндии, блядь, нахуй, из Украины, блядь, я не знаю, блядь, когда он вылезет, блядь, подобие меня, блядь, какой-нибудь хуй, блядь, который, блядь, просто шлепнет, блядь, по Кремлю, нахуй, или мне дайте, нахуй, я ебану, нахуй, чем-нибудь дайте мне ебануть, нахуй, и все, блядь. Как немцы говорят, капут махан, блядь. Шайзу. Подключи попиздим. Перевод. Что подключать, я не могу понять. Что подключать? Пизду, я в Ютубе, блядь. Что подключать? Что я, блядь? В каком-то, блядь, ТикТоке, что ли? Кого-то подключать могу я. Пиздец, я хуею. Идем дальше. Сколько лет жизни остается после выхода на пенсию в разных странах? Разница объясняется не только пенсионным возрастом. Главный фактор продолжительности жизни там, где мужчины живут до 80, на пенсию остается 1,5-2 десятилетия. Продолжительность жизни – это медицина, условия труда, образ жизни и среда. Ну, тут медицинский фактор какой-то башкирский кто-то описал, это копернули. Ну, уж понятно, это уж не будем читать, это не до этого, нахуй. Понятно, Аллах Та'алям сколько даст, столько и будем жить. Не в этом дело. А факторы, само собой. Если, блядь, нахуй, русня не пришла бы и наши шкартлахам татарлар не отошли бы от ислама и не бухали бы, может, мы жили бы больше. Понимаете? Бухло, блядь, нахрен нас убивает, блядь. Бухло, блядь. Все пасинки, нахуй, хуйней страдают там, блядь, идут на войну, блядь. Режут друг друга, блядь, убивают семьи, блядь. Хуйней маются, блядь. Параллельный Башкортостан. 24 июля, сегодня что? Ну, понятно. Сегодня 24 июля. Этого не покажут по телевизору. Под Петербургом горят очередные склады Валсбери. Похоже, это уже становится традицией. Российский ПВО снова не справилась с атакой беспилотников. На кадрах видно, как дрон спокойно приближается к складу, а затем резко снижает высоту, после чего происходят мощные взрывы. Из-за атаки беспилотников в Петербургском аэропорту Пулково было задержано более 50 рейсов. Хотим напомнить, что в Башкортостане сотни отделений Валсбери, включая крупные распределенные точки вроде склада Уфа-2 в селе Зубово. Наш совет – держитесь сами и держите свои товары подальше от таких мест, хотя бы пока. Да, еще я слышал, что уже... Ну, это вы уже, наверное, насмотрелись где-то, я уже даже показывать не хочу. Коротко и ясно, короче, вот, разъебали в Валсбери, охуенно, блядь, это кореянка, это пидораска, блядь. Как говорится, весла сушит. Ну, что я могу сказать? Я вам до этого только что говорил 5 минут назад, что вы будете страдать вот такими пропажами. У вас в Валсбери, допустим, товар, у вас бизнес, вся хуйня, блядь, все.
Кто вам вернет, блядь? Че вы думаете, что, блядь, нахуй, когда горели машины или что-то в этом роде до этого, блядь, в разных городах, блядь, вам за машину что-то вернули? Да хуй вам сраку, блядь. Вам ничего не вернули, ничего не вернут, блядь. Это вам не Франция или что-то в этом роде, блядь, нахуй, когда в прошлом, не в прошлом, 23-м году, блядь, горели во Франции машины, блядь, и им все по страховке возвращают, блядь. Понимаете? Это Европа, потому что, блядь. А у вас, блядь, нахуй, не то, что, блядь, с дерева упала какая-то хуйня, блядь, вам страховку не вернули. Да вам ничего не вернут, блядь. Горело, не горело, блядь, по данным в Алсбери, блядь, у вас там тоннами китайского ширпотреба лежит, блядь. Кто вам вернет, блядь? Это кореянка, блядь, хозяйка? Да, все, блядь. Она с первым рейсом же съебется куда-нибудь, нахуй. И все, блядь, в ту же Корею, нахуй. И не вернется. И что вы сделаете ей? Нихуя. Она уже нагребла себе на всю жизнь, блядь, бабла, блядь. И похуй на это в Алсбери, блядь. Подам на ваши деньги. Идем дальше. Что-то... Братья хотят поговорить с немужчиной, напавшим на мусульманков. Вся его смелость уже выветрилась, и он спрятался. Но любого можно найти. Что произошло, я не знаю. Эту шармоту кто-нибудь узнал? Кто не узнал, говорю, это тот самый, который оскорблял нашу сестру, которая шла домой из больницы с 2 детьми. Я знаю ее, я узнал, я общался с ее тетей. Она вообще из дома не выходит. Эта девушка из дома не ходит. Вот от безысходности к врачу она пошла в тот день. Вот. И такая картина произошла. А вот этот черт, он за ней следил. Сначала понял, что с ней никого нету из мужчин. Потом начал снимать ее со спины. Она растерялась. За ней там следит какой-то ненормальный. Села, он подошел, начал снимать и оскорблять ее. Я понимаю, если бы он так... Стоп, здесь нарушение, сейчас вызовем полицию, все, без оскорблений, чтобы полиция сама. Но подойти вот так вот оскорблять мы не позволим. Че ты с социальных сетей-то удалился? Че, сзади, жим-жим, да? Любого найдем и не позволим оскорблять наших сестер. Мы будем применять уже другие меры, потому что вы уже перепутали и попутали берега уже. Подойти с 2 детьми к девушке и оскорблять ее мы не позволим это. Что за хуй? Ну, давайте посмотрим. Да, пересечение на остановке. Это проглядел я, прикиньте, блядь, я не видел это. Ну что, друзья, познакомьтесь, Александр Николаевич, тот самый герой бумажный, который себе позволил оскорблять женщину, материть ее из-за ее религиозного образа при детях. Вы понимаете, насколько это было низко и подло? Я вчера и сегодня связывался с первыми лицами, которые все это снимали. Они мне рассказали подробно, что там произошло. Это было так отвратительно с его стороны. Настолько это было низко. Понятно, я не знаю, это где, вот этот момент. Если что там, кто видел, что там, отпишитесь потом. Но суть одна. Это узкий мир, он всегда так, блядь. У них, как говорится, это норм, блядь. Почему? Потому что вот эти вот, даже кто это говорит, для меня они манкурты. Внутри России, хоть ты чеченец, хоть ты дагестанец, вы манкурты, если вот это все уже вы схавали. Если вы это схавали, значит вы манкурты. Поэтому, исходя от этого, блядь, Башкортостан, блядь, Татарстан, да, и всем вам, там, всем, до Чукотки, нахуй, относятся вам всем, блядь. Когда, если вы помните, блядь, в Москве, блин, я это тоже вам говорил в своих эфирах, вроде бы, я не знаю, где-то грузил, в Москве, блядь, менты, в Москве, да, блядь, Подольске, блядь, менты забрали, блядь, одну якутку или бурятку, короче, упаковали, как, и хотели трахнуть ее, блядь, где-то там, блядь, в тюрьме, блядь. Забрали, блядь, дочку где-то оставили, блядь, она с дочкой вышла в магазин, блядь, ночью ее, как будто она кыргызская или какая-то чурка, нахуй, упаковали ее, блядь, и забрали, блядь. Потом она, блядь, с ними судилась, если помните, блядь, потом они начали ей угрожать, то все, ой, это как хуйня, блядь. Поэтому, если вы, получается, живя дома у себя, пропускайте такую хуйню, как Башкортостанда, как одна узкожопая, нахуй, хайла башкирку, блядь, это все, если вы пропускаете, блядь, получается, вы манкурты, вы схавали это, понимаете? А то, что он сейчас это говорит, это понятно, он дает ему сдачу, он может что-то сделать и так далее, но не таким образом, блядь, не таким образом.
Туганлар, а образ ваш должен быть такой же, как узкая община, блядь. Почему нету кавказской общины? Почему нет татарской, башкирской общины? Почему нету чукотской общины? Где ваша община, блядь? Где ваш дух, блядь? Рухагыз коя, блядь. Джим-джим, вот он говорит, жопа джим-джим, тата-мата, короче, да. Джим-джим, не джим-джим, одному ты что-то сделаешь. Почему вы толпой не делаете это так же? Почему вы шорох не наводите толпой? Почему вы, получается, по Франции, по Германии проходите, блядь, галопом нахуй, блядь, против курдов, там, против турков, против кого там, кого-то обидели там во Франции. Как раз такая же тема была, блин. Почему вы это не делаете в России? В чем проблема? Если вы там живете, или вы, давайте путайте берега, блядь, или вы к нашему берегу и пиздуйте, или вы тот берег, нахуй, как-то держите, блядь. Или вы туда, или сюда, определяйтесь. Это каждому, и чеченцам, и дагестанцам, и этим башкирам, татарам, всем относится это, блядь. Определитесь, блядь, в каких берегах вы их путаете, блядь. Сами там, блядь, выплывайте уже, блядь, на нашу сторону. Поэтому, когда я говорю, блядь, вот на меня вот эти доебались, эти, блядь, я один, блядь. Одному все будут доебываться, блядь. Вот вы, допустим, сейчас вот это вы так рекламировали, так сказать. Он один доебался до женщины. Пиздец, герой, нахуй, блядь. Он герой, блядь. А чё он тогда вот до этого бардача не может доебаться? Почему он не может до него доебаться? Почему он до женщины доебался? Потому что вы позволили это, блядь. Вы позволили, потому что, блядь, где-нибудь вы видели, чтобы какой-то кавказец или там башкирт или татар просто шел и доебался до женщины? Конечно, это сопоставимо то, что, блядь, это, допустим, та же женщина, блядь, не в хиджабе, до нее там легко доебаться, допустим, если она в короткой юбке и так далее, а это с ребенком в хиджабе и доебывается, блядь, мужчина, блядь. Вот этот момент, блядь, тоже ведь интересен, блядь. На весах оно не стоит, блядь. Но стоит одно только, блядь, наша честь, блядь, нахуй, на весах, блядь. Мы нахуя будем доебываться до какой-то ебаной тёлки, блядь, даже пусть та же узкожопая какая-то москвичка, мандалошка, блядь, но с ребенком, когда идет, блядь, мы же этого себе не можем позволить, потому что у нас воспитание какое-то, блядь, сверхъестественное же. Мы же не можем так это сделать. Да, бывает там алкаши какие-то могут это сделать, блядь. Это я не могу сказать, что они не могут, блядь, потому что, как говорится, у бухальщиков свой шайтан, блядь, так сказать, сидит. А вот когда, блядь, в трезвом состоянии вот такие ебанаты, блядь, доебываются до наших девчонок, блядь, и если Башкортостан и Татарстан молчат, на Кавказе молчат, что вы хотите тогда? Как вы хотите, блядь, победить нахуй Москву, блядь? Вы просто в бытовой жизни не можете дать ответку, блядь. В бытовой жизни у вас нет ответки. Вы здесь герои, в Европе герои вы, блядь. Пиздец, бля, буду герои вы, блядь. Толпой придете, разъебете всех, блядь. Герои, блядь. Почему в России это не работает? В чем проблема? Если, значит, давайте эту тему чуть-чуть раздую еще раз, блядь. Получается, вы пришли толпой, разъебали одного узкожопого. Потом за вами Бастрыкин пришел, всех упаковал. Ну, как обычно это бывало, блядь. Подрались, упаковали. Нашли, заставили, Кадырова заставили, нахуй, как говорится, преклоняться Бастрыкину, и Кадыров быстро нашел вас всех. Упаковали. Теперь вопрос второй, блядь. Самый, блядь, нахуй, глобальный. Когда вас упаковали, да ведь, почему те братья-мусульмане сидят дальше, молчат? Почему? Ответ ясен. Потому что вы манкурты, а те братья-мусульмане, в кавычках, они, может, не манкурты, но они, да, ведь не могут договорняк составить с вами, потому что вы, манкурты, вы не топите, то не за ислам вы не топите, то вы, блядь, нахрен за Путина, вы не за свой народ, блядь. Вот тут и дилемма, нахрен. То же самое и у Башкортостана, блядь, Татарстанда, блядь. Половина из нас, нахуй, блядь, 90%, нахуй, блядь, можно даже сказать, блядь, нахрен, вы непонятные люди, блядь. То ли за ислам вы, то ли, блядь, крестоносцы вы, то ли вы обезьяны какие-то непонятные. Понимаете? Вот где у вас прокол идет, блядь. А это как раз на руку Москве, блядь.
проебашить вас этим инстанциям, блядь, чтобы вас зачмырить и спустить, блядь, в унитаз, нахуй, блядь. Поэтому у вас вот это не происходит. Вот это у вас не происходит поэтому, блядь. Когда я вам рассказывал в прошлых годах, блядь, когда почему татарину, какому-то хую блогеру поехали на весь эфир, блядь, шапалак давали. Дагестанцы какие-то. Хуя, блядь. Нахуя? Я просто поражаюсь этим, блядь. Почему? Блядь, на эфир это делать, блядь. Поэтому, Туганлар, что я хочу сказать, мне обидно порой, знаете, блядь, пиздец обидно, когда вот попадает именно такой момент, когда ты попадаешь от своих, блядь, вот эта хуйня происходит, блядь. Вы где-нибудь видели, чтобы русский чмырил русского? Что-то я давно не вижу такого, блядь, чтобы русский чмырил русского. Я не видел. Каждый ролик идет такой, блядь, что, блядь, сука, блядь, вот этот чурка, вот этот, как нахуй, кавказец, вот этот какой-то хуй поймешь, башкир или татар узкоглазый, блядь, вот эти вот такие, блядь, нахуй, вот они только виноваты, блядь. Нигде я еще не увидел, что русский русского чмырил, и он виноват стал, блядь. И подняли это, и дело поднялся куда-то на пьедестал какой-то, и засудили, блядь. Я не видел этого еще. И не нужно говорить, что вот этот долбоеб маньяк был, это такой дура была, это. Не из этой категории людей, я говорю. Из нормального общества. Не надо там сразу путать, и там вот этот ненормальный наркоман, этот, блядь, СВОшник, маньяк, блядь, это тюремщики, так будем говорить, да, низкие статусные люди, так сказать, блядь, не уважают себя они. А вот те, которые нормально на плаву живут, блядь, почему от вас этого мы не видим, блядь? Почему этого нет, блядь? Вот в чем прикол. Поэтому вот эта хуйня и происходит, блядь. Потому что, когда вот эту женщину, так называемую, блядь, унижали, я это, видите, этот видео даже с огрызком, да, так сказать, то там видео, то тут видео, непонятное видео, это Лига свободных наций откуда-то загрузила. Его начало неизвестно. Где это его начало, как это начало происходило, непонятно. Кого там унизили, блядь, где эта женщина с детьми, можно фейс посмотреть, где, чё, блядь. Кто она? Поэтому такого хлама до хрена в интернете. Если за каждым вот это наблюдать, происходит одна вещь, блядь, что ответки нет от нас. Никто из вас еще ответку не дал. Вот это обидно, блядь. Вот это обидно, блядь. Когда уже будет, блядь, в жопе нож, блядь, у этих русских, блядь. Вот эти, которые бегают с флагами, блядь, Россия за нас, блядь, Россия наша, блядь, и так далее, Уфа наша, блядь, Казань наша, блядь, Грозный наш, блядь. Когда у них в жопе будет нож, блядь? Когда вот это произойдет, блядь? Хуй знает. Республика Юрта. Районная газета Башкортостана больше не пишется в районе. Она производится извне, и документы, оказавшиеся в распоряжении редакции, показывают весь конвейер, ступень за ступенью. Ступень первая. Темники. ИД. Ресурс Башкортостан Холдинг, который Уфа согнала, все районные газеты республики рассылают редакциям задания. Только за 17-23 июля их было 9. Временные трудности из-за ажиотажа с топливом. Служба по контракту как путевка в жизнь. Надо понимать, что путевка как раз не в жизнь, а в смерть. Инвест Сабантуй, Кампус НОЦ, банный фестиваль и федеральная программа для ветеранов СВО «Время мастеров». Ступень вторая. Готовые тексты. Ведомство напрямую веером рассылает районным газетам материалы публикации. Так, Центр медицинской профилактики Минздрава РБ одним махом отправил свой текст примерно 30 редакций. Ступень третья. Жемчужина коллекции. ЦУ. Под названием «Единый контент» еженедельно уходит примерно по 30 адресам районных газет. Внутри не тема и даже не текст, а сверстанная полоса, готовая к печати, с хвалением Путина, вылизыванием задницы Хабирову и объяснением, что жизненное предназначение каждого башкира – штурмовать укрепрайон под Константиновкой, а лучше, что может придумать башкирская мать для своего 18-летнего сына, отправить его туда. Высылая контент на 13-18 июля, тема «Единство народов России» о том, что башкиры вместе с русским бьют врага и побеждают. Редакция остается лишь ставить страницу в номер. Ступень четвертая.
сверстанный номер перед печатью уходит на согласование. Газета выходит только после того, как ее посмотрели наверху, а замыкает циклы мониторинг СМИ, которые кладут на стол депутатам и чиновникам администрации Хабирова, посеяли, проверили всходы. Если газету пишут, верстают и визируют без участия редакции, что в ней вообще осталось районного, кроме названия. Получается, хороший, как говорится, текст был. Расчленили вам газету, которая там выходит. Это полнейший, блядь, телевизор вместе с Кобеевой и этим Соловьевым. То же самое, блядь. Вот вы можете посмотреть телек, прочитать газету, одно и то же, блядь. Наебалово, одним словом. Поэтому, когда вы думаете, что Башкортостан или Татарстанда вам лечат по ушам и пишут, что там «Манашулай Булган, Булай, Кутармна Булмаган», поймите, это как в Узбекистане, допустим, как раз-таки из фильма «Альфонс», если вы смотрели, блядь, как они там продажные, блядь, нахуй, певицы становятся, шлюхами становятся, потом только певицами, блядь, вот что-то в этом роде, блядь, прям все показано там, блядь. И тут то же самое, блядь. Чтобы газета вышла, блядь, в эфир, так сказать, блядь, нахуй, на раздачу, блядь, нахуй, по киоскам, она будет проходить, блядь, все инстанции вот этих ебучих, блядь, пиздолизов Москвы, потом только оно будет выпускаться. Не дай Аллах, там выйдет еще какая-то дичь в виде того, что вот я вам говорю, да, там, один абзац, блядь. Мана Рустам, блядь, Сули, Сизга, Европадан, Мнашунды, Шанлакна. Кутагам, блядь. В тот же день, блядь, кто его распечатал, умрет, блядь, где-нибудь, нахуй, отравился в погребе у себя, нахуй. Другой в бане сдох, блядь, третий там, и Хабиров там, все, подыхает, блядь. Вот примерно вот такая хуйня произойдет. И смена власти полностью Башкортостана и Татарстана. Вот тот же момент, нахуй, блядь. Если вдруг вылезет там что-то не то, блядь. Поэтому я понимаю в последнее время, что наша жизнь, вот эта вся, которая происходит здесь, вы там живете, мы здесь живем, да, ведь, блядь, она такая, знаете, блядь, как будто бы, как долгоиграющая, нахуй, какой-то, блядь, пластинка, блядь, которая никак не закончится. Ну, рано или поздно оно закончится, и кто-то куда-то вернется, и все это, блядь, на свои места встанет. Но пока это все станет, или мы сдохнем, или вы сдохнете, но вот эта вся суть нашей жизни останется недоделанной, потому что безгешлярга киряки. Нам нужно это делать. Вот подобие нам, людям, нужно доводить, блядь, эти дела до конца. И вдруг, блядь, нахуй, я где-нибудь шлепнусь, нахуй, за меня кто-то или там за мной кто-то должен быть, блядь. Чтобы, блядь, донести, блядь, всяким вот таким манкуртам, недоумкам, блядь, которые живут там в России и думают, что, блядь, сейчас придет, блядь, охуительная Россия после Путина, хуя этого не будет, блядь. Пока не будет у тебя независимого Башкортостана с Татарстаном, ничего не будет, блядь. Ничего, блядь, потому что только, блядь, нахуй, единстве народа, блядь, происходят какие-то, блядь, так сказать, крутые вещи. А, блядь, в рабстве ты, что ты можешь, блядь? Ничего, блядь. Ничего ты не можешь в рабстве, блядь. Потому что в рабстве тебе никто не даст, блядь, нахуй, что-то совершить, блядь, такое, чтобы ты мог бы там, ну, так сказать, продвинуть, допустим, даже самый маленький свой язык, блядь. Мәктәбеңне үзеңне аша алмыйсың, блядь, нахуй, үзеңне татар или башкорт телендә сөйләшә алмыйсың, блядь. Какой нахуй, блядь, там говорить о том, что, блядь, у тебя будет школа, блядь, по-чеченски или там по-дагестански 36 наций, блядь, Дагестана. Где такие школы будут? В России не будет, блядь. В России будет только русский язык, блядь, выдуманный, как все мы говорим, да ведь? Выдуманный русский язык, блядь, на котором мы сейчас разговариваем. Вот как-то так, блин. И всякие газеты тоже будут на русском. СВО идет по плану. Ребят, не надо разгонять панику и переживать. Сейчас мы подведем промежуточные итоги. Интернета нет, бензина нет, иностранных брендов нет, иностранных инвестиций нет, независимых СМИ нет, золотовалютный резерв потеряли, фондовый рынок рухнул, мелкие бизнесы закрываются, крупные бизнесы терпят убытки, визы не дают, загранпаспорт сделать все сложнее. Но что мы все о том, чего нет? Давайте о том, что есть.
Есть жесткая цензура, есть политические заключенные, есть ежедневные прилеты по российской территории, есть страх за свое настоящее, страх за свое будущее. Ну и, конечно, величие. Извините, величие есть. Да. И еще щедрость есть. Щедрость-то есть в России, блядь, чтобы вас, как говорится, закапывать нахуй, блядь. Как говорится, на Украине. Это щедрость, понимаете? Когда вам с барского плеча дают возможность поехать и сдохнуть, блядь. Щедрость, блядь. Поэтому я не знаю, кто она такая, явно тоже где-то, блядь, упиздила, наверное, за границу, или где она в России это говорит, блядь, вряд ли, конечно, она в России говорит это, больно вот так близко говорит, блядь, непонятно нахуя, скрывает, наверное, от где она находится, блядь. Ну, суть в чем? Вот такие высказывания, так сказать, русских, если она русская, блядь, да, допустим, да, высказывание русских, оно тоже не дает нашей свободе ничего. Понимаете, вот то, что она сказала, да, она сказала для россиян. Но мы не россияне, поймите. Мы хотим независимости. Поэтому, исходя от вот этих, так сказать, ее слов, мы можем понять, что она говорит за общую Россию. Она не сказала, что вот давайте пиздуйте башкортлар, татарлар, идите, уходите от нас. Она не сказала об этом. Вот как-то так. Профессор из Уфы вошел в число самых цитируемых ученых мира. Директор Уфимского НИИ глазных болезней БГМУ, доктор медицинских наук и профессор Мухаррам Бикбов вошел в международный рейтинг Stanford Elsevier World's Top 2% Skynetics. Список наиболее влиятельных и цитируемых исследователей мира. В рейтинг попадают ученые, чьи работы получили высокое признание в научном сообществе. Исследования профессора Бикбова посвящены офтальмологии, в том числе лечению заболеваний роговицы, а его статьи публиковались в ведущих международных журналах. Одним из главных достижений ученого стала разработка комплексной технологии кросс-линкинга роговицы в Уфимской НИИ глазных болезней БГМУ, метода лечения, который помогает пациентам с дегенеративными заболеваниями роговицы. Ну, это человек. Ну, понятно. Человек, как бы говорится, Аллах Та'аля ему дал ум, и он как бы делает дела свои, да, ведь это супер. Но, понимаете, когда ты живешь, ну, так сказать, в таком оболочке, и в оболочке, как раз таки, как глазная роговица и так далее, да, ведь Башкортостан, снаружи, блядь, Россия, ну, по сути, ну и что? Ну, что с этого, блядь? Тут только от него есть польза, что не то, что он там стал популярным или там и так далее, а то, что его помощь пришла этим людям. Только вот это мы сейчас можем вот на такой дистанции оценивать. Если от него люди получили какие-то плюсы, это охуенно. Это супер. А то, что там его признали или не признали, нам ни тепло, ни жарко. Почему? Потому что это происходит внутри оболочки. Это не Башкортостан, а Россия. Поэтому, чтобы оно было внутри, и мы где-то там побеждали, где-то были, так сказать, признаны конкретными, что вот мы Башкортостаннан Букеше, блин, или там Чечнядан Букеше, с Дагестана, с Татарстана, с Ингушетии, или там еще там откуда-то там, с Бурятии. Чтобы это было, для нас нужен в первую очередь паспорт. Наш паспорт нам нужен. Почему? Потому что вот эти дела, чтобы продвигать себя где-то там сказать там, вот был ученый Ибн Сина. Кто он был? Перс. Мы знаем. Угу, понятно. А этот что? Он скажет, это россиянин. Да, это россиянин же. Какой-то там Мухаррам Бикбов. Мухаррам. Прям натурально мусульманское имя. Ну, он, вот непонятно. То ли он с России, то ли он с Башкортостана. Понимаете, вот полный абсурд, блядь. Поэтому, чтобы вот этого дерьма, так сказать, в дальнейшем, блядь, не было, чтобы нас называли не россиянами,
Всегда я вот этого, блядь, вот здесь постоянно, блядь, порой иногда боюсь говорить, откуда я, блядь. Потому что с Россией скажешь, это сейчас что-то произойдет, блядь. Понимаете, в таком понимании я теперь даже порой иногда живу, блядь. Я не могу сказать, откуда я. Я говорю, я из Башкортостана. Где это, блядь? Они начинают говорить. Это там, блядь, нахуй, где-то там, блядь, пизду, нахуй. А, Пакистан, что ли? Ну, у них там Башкортостан, Пакистан, стан. Да, я говорю, там, где-то там. Вот примерно вот такие бывают отмазки, если и мне как бы не интересен этот человек. Ну, нахуй ему, блядь, знать, откуда я, блядь. Скажешь, с России, блядь, или он очканет, блядь, от меня, или, блядь, себя неправильно будет вести, блядь. Понимаете? До такой степени стало хуёво, блядь, говорить себе, что ты из России, блядь. Вот в последнее время именно это происходит у меня, потому что я поездил туда-сюда и побывал опять дохуя в странах, и мне аж, блядь, страшновато говорить, блядь, откуда я, блядь. Вдруг, нахуй, меня ненавидят, блядь, как россиянина. Хуякс, нахуй, нож в спину, блядь. Вот так, понимаете? Поэтому порой думаешь, блядь, сука, лучше называть где-нибудь там, я из, нахуй, с Узбекистана, блядь. Вот так, блядь, наебывать людей надо. Как-то так, блядь. Ой, блядь. Идем дальше. В ленте ВК своя атмосфера. Организация жаждут крови и настойчиво намекает россиянам, что пора им сдохнуть за фантазии, маразматичного старика и пачку пельменей. Коротко о том, как превратить выбыточную выгребную яму некогда самую популярную соцсеть постсоветского пространства. Россиянин показал, как выглядит его лента в новостей ВКонтакте. Она заполнена рекламой службы по контракту. Да. Ну, я это уже открывать даже не буду. Говно. Не то что слово нахуй. Я в ВКонтакт захожу, знаете, что я там вижу, блядь? Одни индусы, одни какие-то нахуй китайские рекламы, видосики китайские, блядь, индусятина нахуй. Везде какая-то хуйня, блядь, непонятная, блядь. Откуда они все это туда накидали? Раньше никогда такой хуйни не было там, блядь. Бардак, блядь. Я там хуею, я думаю, Facebook, что ли, зашел, блядь. Как будто бы как Facebook они сделали его, блядь. Дичь полная, блядь, там. Весь мировой хлам там теперь, блядь. Я даже порой думаю, где мои, блядь, там какие-то фоточки, статьи, блядь. Нихуя ничего не могу найти, блядь. Бардак, блядь. Выходит всякая дичь. Там голожопые какие-то эти, черный, белый, красный, блядь. Полный засранный контакт, блядь. Он нахуй нужен вообще, блядь. Только я его теперь сейчас использую для общения, блядь, с кем-то, блядь. Вдруг какого-то долбоеба нету. А у моих родственников нету, нахуй, общения, блядь. Вот через контакт общаемся, блядь. Охуеть, блядь. Идем дальше. Глава еврейской АО Костюк Путину. Родителям ничего больше не нужно, кроме как знать, что их погибшие сыновья остались в истории страны. Вы понимаете, что она говорит? Родителям не нужно, чтобы их дети жили. Родителям не нужно обнять своих детей, поговорить с ними. Родителям не нужно, чтобы их дети родили своих детей. Родителям не нужно, чтобы страна сожрала их детей и превратила их в парты. Это женщина говорит. Безумие дикое, нечеловеческое безумие. Ватное болото. Готовим такую историю, и вот именно медальон как бы воинской доблести мы вручаем родителям. Именно родителям. Для чего? Ведь родителям важнее ничего не нужно, как знать, что их сын остался в истории своей страны, и его гибель, его подвиг, он сегодня важен для того, чтобы страна жила. И вот нам больше родителям ничего не нужно. Готовим такую историю, и вот именно медальон как бы воинской доблести. Она за всех отвечает. Это как, блядь, в Германии мой напарник ответил за всех. Получается, знаете как? Вспомнил, блядь, подъебон один. Он разговаривал с работодателем из-за меня. Он порешал из-за меня, блядь. Понимаете, блядь? Я, получается, должен получать ниже, а он выше. Он за меня ответил. И, типа, получается, она тоже так же отвечает. Да, я за всех российских мамочек отвечу. Нам лишь бы человек сдох, нахуй, и мы будем оплакивать его могилу. Нахуй нам сын нужен, блядь. Или дочь там, или кто там пошел туда, гоблин какой-то, на войну эту. Нахуй они нам нужны, блядь. Нахуя его я рожала, блядь. Этого сына ебаного, блядь. Иванушку, блядь. Нахуя он мне нужен? Да, нахуя нам он нужен, блядь. Лишь бы вспоминали его, блядь.
каким-то хуевым словом, блядь. И все, нахуя он нам им нужен, да ведь, блядь? Я хуею, блядь. Вот Иванушки, я хуею. И самое интересное, знаете, тут, блядь, давайте признаем, блядь. Признаем одну хуйню, блядь. Очень много раз я это хотел высказать, блядь. Я прям это понимаю. Я не хочу быть лицемером, блядь. Когда я постоянно говорю, блядь, вот узкожопые. Мы привыкли уже, наверное, называть узкожопые. Почему? Потому что, блядь, нахуй, Иванушка тоже был полуёбнутый, блядь, какой-то, полутатарин, полупокер, нахуй, сука. Неизвестно он кем был, блядь, нахуй. Это Иван Грозный, хуй, блядь. И так далее. И в итоге, короче, нахуй, в данный момент, вообще, блядь, все этой ебучей Руси рулят вообще-то евреи, блядь. Давайте признаем, блядь, это, нахуй. И я не хочу быть лицемером, нахуй, блядь. Исходя от этого, если там рулят везде евреи, вы-то узкожопые, нахуй. Вы же, блядь, как это по-узбекски, амляталар, нахуй. Тряпка из пизды же вы, блядь. Понимаете, блядь? Памперсы вы же, блядь, нахуй. Для евреев. Понимаете смысл? Вас, блядь, в говно втоптали. Сказали, блядь, нахуй, вы вот русские, охуительные мужики, нахуй. Ну, мы над вами рулим, блядь, нахуй. Евреи над вами рулят. А вы просто, блядь, прошмандовки ихние, блядь. И тем самым, нахуй, просто под вашим лозунгом ебут всю Россию, нахуй, блядь. По сути, так же, блядь. Исходя от этого, нахуй, блядь, получается, нахуй, блядь, и сам этот узкожопый лаптоёб, нахуй, блядь, в корень, нахуй, бурлак, блядь. В корень-то вы бурлаки, блядь. Вы дохнете, блядь. Татары, башкиры, чеченцы, дагестанцы, ингуши все дохнете, блядь, все вы. Мокшам, покшам, вот дохнете, блядь. Все вы дохнете, блядь. Вы все дохнете, блядь. А исходя от этого, блядь, а евреи кайфуют, блядь. Кайфуют они в Израиле, кайфуют они в России, блядь, нахуй. Вот и все. Вы кто, нахуй, тогда, блядь? Вы кто после Ивана Грозного, блядь? Прошмандовки, блядь, еврейские. Кто вы, нахуй, блядь? Над вами хозяева евреи, блядь. Понимаете, нет? Нет, нахуй, взяться за ум, блядь, ваш ебаный ум, нахуй, блядь. Взяться за ум и сказать, нахуй, давайте, братья, блядь, Кавказ, татары, блядь, соберемся, выгоним, нахуй, из нашей России, матушки, нахуй, этих ебучих евреев, нахуй, и разделим все территории, нахуй, и будем жить дружно, блядь. Почему вам слабо это сказать, нахуй? Почему вы до такой степени поверили этим евреям, блядь, нахуй? А? Чё так глубоко соснули у них, нахуй? И выньте, нахуй, из жопы, из сорта, нахуй, их хуи, блядь. А? В чем прикол ваш, блядь? Почему так? Исходя от этого, блядь, я понимаю одну вещь, блядь, истину, блядь. Моисеевское говно, блядь, Моисеевское говно, нахуй, по всему миру, нахуй, распространилось, эти бомжи ебаные, нахуй, мировые бомжи, блядь, евреи эти, яхуды. И приперлись, нахуй, на земли наши, блядь, на наши земли от Крыма до Сахалина, блядь, и рулят над нами, блядь. А виноваты русские, блядь. Мы мочить будем вас, нахуй, блядь. Ну, конечно, евреев, конечно, по исламской линии будем мочить, блядь. Проблем нету, нахуй. А на них, блядь, у нас зуб там, блядь, со времен, так сказать, ислама торчит. Со времен Моисея, блядь, мы, как говорится, швабровать вас будем, нахуй, евреи, блядь. А вот вместе с вами еще и русские пойдут, блядь. Охуительно, блядь. Как вас подставили, блядь. Блядь, нахуй. Я хуею, блядь. А вы в том, так сказать, понимании, крестоносцы же вы, блядь. Вы же, по сути, не шалом-полом, блядь. А тут шалом-полом один хуй какой-то, Валерка, блядь. Валерка, иди нахуй отсюда. Кто ты такой вообще тут, блядь? Пишет какую-то дичь, нахуй. Вот понимаете, блядь, смысл, блядь? Нет, нахуй, блядь, идти против евреев, нет, нахуй, у них, блядь, и Зеленский еврей, блядь, у хохлов, блядь. Они любят, блядь, евреев, блядь. Я хуею, блядь. И там то же самое, блядь, нахуй. Такого хуя только туда, блядь, чеченцы, блядь, манкурты, дагестанцы, манкурты, ингуши, манкурты, татары, башкиры вылазят. Я вот этого не могу понять. Ебланоиды, блядь. Очнитесь, нахуй. Эти, по сути, вот эти все, нахуй, все наши враги, блядь.
И евреи, и хохлы, и, блядь, нахуй, крестоносцы, все нахуй в общем понимании, блядь. Хуи ложил на них всех, блядь. В чем проблема ваша, тупорылая голова ваша, что не работает, а? Долбоебы, нам что оставили деды? Сказали, блядь, евреев ебать нахуй, если они, блядь, не повинуются по нормальной жизни, нахуй, не хотят жить, нахуй. Крестоносцев тоже, нахуй, блядь, четвертовать, нахуй, на их же крест ебаный, блядь. Охуевшие, блядь. Вы, нахуй, суки, нахуй, блядь, нас, блядь, в говно втоптали, блядь. Наши народы чмошные, блядь. Трусы ебучие, блядь. Мусульмане еще называются, блядь, ублюдочные, блядь. Поэтому, блядь, туганлар, блядь. Уянырга кирәк, блядь. Уянырга кирәк, блядь. Мин башкорт, мин татар, мин узбек, Аллаха шүкер, блядь. Уянырга кирәк. И я вас прошу, чтобы вы проснулись, блядь, сука. С этой ебучей спячки, блядь. Хуже медведи спите же вы, ебаные, блядь. Вставать надо, блядь. Мин татар, блядь. Мин башкорт дерге тиешсең, блядь. Мин узбек, мин казак, блядь. Мин чечен, мин Дагестан, блядь. Мин мусульман дерге тиешсең, блядь. А сіз, блядь, нахуй. Кутак кошлап жүресіз анда, куркып, нахуй, блядь. Шу крестоносцы, блядь, якутлардан куркасыз, блядь. Какого хуя вы боитесь? Вот этого я не могу понять, блядь. Даже Испания, нахуй, блядь, хуй ложила на яхудов, блядь. Испанцы, блядь, сука, блядь, тоже, блядь, так сказать, блядь, католики или там крестоносцы, блядь, хуй ложили на, блядь, яхудов, блядь. А вы, сука, блядь. Вы-то чё, блядь? Вообще нахуй не относитесь, блядь, нахуй, этой земле яхудской, блядь. Мы не палестинцы, блядь, чтобы, нахуй, чего-то бояться, блядь. Хуй ложили, блядь, нахуй. Я вам 1000 раз говорю, блядь. На евреев, блядь. Даже на Эрдогана можно хуй положить, потому что он нам не помогает, блядь. Кашаповы-то бегают за ними, нахуй, как слюни распустили, бегают за ним, нахуй. Эрдоган сдохнет, блядь, Кашаповы тоже, блядь. Никто никому не поможет, поймите, блядь. Мы сами себе должны помочь, блядь. Поэтому вы только, блядь, вы можете, нахуй, изменить этот мир, блядь. Ради наших детей, будущих и так далее, блядь. Хуй знает вы о чем думаете, я не знаю, блядь. Я не знаю о чем, блядь. Там, блядь, бойлар, блядь, бойларша кыланалар, нахуй. Камбагаллар, блядь, камбагалша, блядь, тупорылые, блядь. Я не могу понять, блядь, какой контингент из вас, блядь, вырвать оттуда, чтобы вам донести эту, блядь, истину, блядь. Мне 41, еще раз повторюсь, нахуй, блядь. Почему мне это дошло, блядь, там, 4-5 лет назад, допустим. Может, оно и дальше доходило, но я не мог вести эфиры, блядь. Может, оно мне вникалось, но я не мог себя показать в эфире, блядь. Первый год, помните, очковал. Вдруг меня выебут, нахуй, думаю, блядь. Сдохну, блядь. Преждевременно, блядь. Потом похуй мне стало все. А мне сейчас вообще до пизды, блядь, нахуй. Понимаете? Смысл в том, что если ты топишь за истину, Аллах с тобой. Если ты крыса, нахуй, где ты хочешь вот так увилять, нахуй, как манкурты, блядь, обычно сейчас, которые живут в России, блядь, так нихуя не получается, блядь. Ты определись, блядь. Ты за свой народ, путинский, нахуй, маразм, блядь. Понимаешь, блядь? Вот в чем, блядь, дилемма вот где, блядь. Ну где нужно вот эту хуйню, блядь, расшатать, блядь. Где же вы пошли не туда, блядь? Осознайте, блядь, признайте, блядь. Я очень много своих косяков смог признавать, блядь. Альхамдулилля. Аллах мне дает силы это признать, блядь. Вот в прошлом году я хуйнул, блядь, этого, допустим, Навруза, да, таджики, там, та-та-та-та-та, блядь, нахуй. Нет, блядь. Навруз только чмо, нахуй. Как и сейчас, блядь, мой напарник, блядь, узбек тоже такой же чмо, блядь. Понимаете, только они такие, блядь. И когда я говорю, блядь, всю нацию, я даю понять вашей нации, что в вашей нации есть такие же ублюдки, как вот эти пацаны, которые окружали меня в один момент, и сейчас, альхамдулилля, не окружают. Почему? Потому что они не на правильном пути. Я пытаюсь с правильными людьми идти, альхамдулилля. Я с правильными людьми хочу быть собеседником, другом, не предателем, нахуй. Во мне нет предательства, нахуй. В любом понимании, нахуй. Блядь, я могу вывернуть карманы, нахуй, и сказать, блядь, я вот, нахуй, честен тобой, нахуй, и другими людьми, которые меня окружают, понимаете? У меня есть это, блядь, за базар, потому что я отвечаю. Я могу ответить за базар. Почему? Потому что у меня есть, ну, к 41 году, блядь, понятно, блядь, мне с детства родители это внушали, и так далее, жизнь, армия и так далее, дало понять, что я, оказывается, блядь, нахуй,
могу жить правильно, блядь. Я по жизни был правильным, оказывается. Просто это я не мог афишировать и говорить. Понимаете смысл? Сори. Блядь, похолодало, пиздец, нахуй. Я замерз. И вот, исходя от этого, сука, этот свет вырубается постоянно. И из-за этого, блядь, что я хочу сказать, блядь? Только честность, справедливость, блядь, без лицемерия. Не зря же в Коране мунафикун, да, есть мунафик. Мунафик. Почему мунафик? Почему в Коране это дано, блядь? Почему оно дано нам? Почему оно, блядь, суры пришло оно нам, блядь? Потому что лицемерие сопровождается в человеческом образе всю жизнь. Почему Аллах Та'алям указал на это? Я полностью суру я вам не могу трактовать, потому что я не помню, я его читал как-то, блин, на русском читал я его, на арабском вообще не понимаю я. Не помню я, допустим, да, именно эту суру. Можно было бы, интересно, повториться. Ну, видите, времени нету, отмазки какие-то у меня. Вот поэтому, если понимать эту суру, прочитайте, когда вам время будет, если не лень, прочитайте. Почему мы, так сказать, по Корану не хотим жить? Потому что трудно. Трудно жить, потому что по Корану. Это как устав в армии, блядь. Вот дедовщина, когда происходила в армии, они попадали в дисбат. Они не хотели в дисбат. Мои, так сказать, дембеля, помню, пришли, я тоже до хрена движение делал в армии, блин. Я тоже в всяких ротах побывал, из-за каких-то косяков непонятных. И меня швырнули в самую говно роту. И там пришли дембеля. Мои дембеля, но они пришли с дисбата. Все как шелковые со мной служили. Я как бы уже дембель становился, а они только дослуживать пришли. Потому что там полгода, там как год идет, или такой, короче, или там год как полгода идет. Короче, меньше там идет твоя служба, там, допустим, сидишь год, а у тебя только полгода прошло. Короче, и ты все, ты становишься духом, так сказать, да? Заново становишься вот так. Ну, в итоге, короче, они пришли оттуда шелковые. Почему? Потому что они мне рассказывали, что там по уставу ебут только так. Там живешь по уставу военных солдат. Вот как-то так, блядь. И поэтому, когда ты по уставу живешь, ты не можешь жить по уставу. Коран наш устав. Коран наш устав, по которому мы должны жить. Но мы не можем по нему жить. Трудно. Просто это так легко сказать. Это трудно. Я вам говорю, трудно. Вот даже вот я порой в последнее время очень много косячу, намаза не читаю. Вовремя. Там, как могу, читаю. Не могу, не читаю. Вот я признаюсь это. И это трудно. Это очень трудно. Не зря же эта ноша дана каждому. Сможешь, неси, блядь. Не можешь, блядь, неси тоже, блядь. Так что шулай, дуслар. Поэтому мы должны одну вещь понять, что, блядь, если жизнь, блядь, жизнь наша дана на этой земле, значит, быть башкиртом и татаром, нахче и дагестанцем, аварцем и так далее, ингушом и так далее, мусульманам, казахам, там, кыргызам, узбекам, таджикам, афганцам, мы должны это нести. Мы не должны становиться русскими. Мы не должны становиться евреями и так далее, блядь, всякой хуйней вот этой. Понимаете? Вот недавно, вот на днях, ну, грубо, туда-сюда, блядь, 5 дней, да, приперся я из Германии, ну и чё? Ехал я, блядь, неделю, наверное, блядь, оттуда, пока допер, я охренел, блядь. И был я в Германии. Нахуя я туда поехал? До этого я вам эфир провел чуть-чуть. Поехал я туда на работу. Почему-то мы здесь как будто работу не нашли, поперлись туда, блядь. Поперлись мы туда, и что произошло, блядь? Кидалово, блядь. Кидалово, блядь, конкретное, блядь. Почему? Потому что, блядь, та страна, она сама по себе, блядь, фашистская, блядь, нахуй. Там менты, короче, гребут всех подряд, блядь. На работе поймали, там поймали, тут поймали. Вот такая хуйня, блядь. Могут поймать, да? А, слава богу, меня нигде ничего не поймали, короче, да? Чтобы, типа, я неофициально или официально работаю. Вся вот эта херня, короче. И вот, понимая я эту страну, я понимаю одну вещь.
одну вещь, что если мы, получается, в таком темпе, как они, вот даже вот живя, блядь, вот в этих странах, допустим, да, подконтрольных странах, блядь, фашистских, так сказать, Германии, блядь, живя, да, ведь мы пытаемся протерпеть это все, здесь живя, протерпеть, блядь, это не означает, что мы, блядь, нахуй, должны по жизни жить в Европе, блядь, понимаете? Вот я съездил, увидел, я понял, что нахуя я туда поехал. Мне оно нахуй надо было, блядь, понимаете? Вот это самый был мой косяк, блядь. Почему? Потому что там или ты живешь, блядь, по ихним методам, нахуй, по струнке ровно ходишь, блядь, или пиздуй нахуй домой, или пиздуй домой к себе, нахуй, в Россиюшку, блядь, и живи там, блядь. Или ты по ихнему живешь, или так, блядь. Поэтому, что я хочу сказать с этим, блядь, что вот эти инциденты, которые происходят со мной, я пытаюсь вам показать вот с этой стороны, да, ведь, что вот у нас так тут. А у вас в России, живя на ваших землях, вы не можете командовать. А мы на чужих землях ходим еле как, блядь. Понимаете, еле как живем здесь, блядь. И это означает, что мои мучения, они также, блядь, нахуй, сравнимы вашими, блядь, вот этими жизненными делами в этом, как это, блядь, заебал этот свет вырубаться, жизненными делами в России. Поэтому что мы здесь проходим, вы проходите там, но только в своей оболочке, а мы в чужой. Поэтому хотелось бы каждого вот понимающего призвать, что мы рано или поздно должны вернуться домой, блядь. Вот эти скитания по странам, это не дело, блядь. Я вам говорю, блядь, нахуй, ездить как хуй знает кто, нахуй, непонятно в каком состоянии ты, блядь, живешь тут, ездить по этим странам, чтобы заработать деньги. Всего лишь чтобы жить, блядь. Имея свою, блядь, республику Башкортостан, там, Ичкерия, Дагестан, Татарстан, Бурятия и так далее. Имея свои страны, мы шароебимся здесь. Почему? Потому что мы хотим, чтобы наша страна зажила независимо от Москвы. Она была независимой, блядь. В конце концов, блядь. Вот что хочется. Поэтому вся вот эта жизнь, которая у нас здесь, проходит, знаете, я не от отчаяния веду эфиры, блядь, или там от чего-то там, блядь. Я веду эфир, что я должен вести эфир, блядь. Поэтому веду эти эфиры, блядь. Я не просто так веду эти эфиры, блядь. Пытаюсь донести подобие меня людям, что мы можем еще перевернуть нахуй эту Россию, блядь. Мы можем это разъебать, блядь. Рано или поздно, блядь. Мы можем это сделать, пока мы живы, блядь. Понимаете? Русским отдать Москву, нам, блядь, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан, как я вам всегда делил, блядь. Все эти земли забрать обратно. Само собой, у нас будет все это до океана, до моря северного. Понимаете, да? Башкортостан с Татарстаном от куандыкского, допустим, земель Куандыка, от краев, так сказать, Казахстана, там, с делением с их территориями и нашими, соприкасаясь, блядь, и до конца, до океана. Это наша территория должна быть. Мы должны разделить этот Урал пополам, Россию пополам. Уральские горы, начиная там снизу до верху, мы должны разделить это все, блядь, до океана, до моря северного, понимаете? Как всегда я говорю, до Ненеции, да? Ненейские вот эти земли, до этого все должно быть наше. Вот как-то так, понимаете? Черт возьми, что вырубается этот свет, черт твой. Тут соседи у меня по хате. Я дома в России и ехать никуда не хочу. Ты меня извини, ты чуть-чуть не прав. Я дома в России и ехать никуда не хочу. Есть трудности, все переживем. Я не знаю, кто вы, я не знаю, может, у вас имя другое, хз, Игорь Сергеевич, я не знаю, вы о чем, но какая разница откуда.
меч. Я не знаю, вы о чем и вообще в какой теме вы. Вот это понять не могу, одну вещь. Бля, темно стало. Короче, будем закругляться, наверное, почти 2 часа. Я хотел еще посидеть. Ну, надо надо уже закругляться, наверное. Время будет, еще раз выйду. Ну, тут очень много там. Ну, этот разговор, конечно, у меня не закончился. Это, продолжим, как говорится, в другом, так сказать, репертуаре в следующий раз. Так, под Звенигородом в Подмосковье разбился Су-57. Пилот катапультировался и выжил. Вообще истребители нередко терпят крушение в небоевых условиях. Но здесь есть одно но. Судя по сообщениям зетников, борт сбит собственной ПВО, расчетом Барс Москва. Ян Матвеев пишет, что если это какая-то МОК Барса, значит сбили из ПЗРК. А я добавлю, что если из ПЗРК, значит они его визуально обнаружили, то есть подмосковный расчет ПВО каким-то образом спутал истребитель 5-го поколения с украинским БПЛА. То, что нужно знать о московской ПВО. Ну, видите, вот косоглазие и так далее. Если помните, там на Украине или еще где-то, блядь, что-то там. Ты из меня извини, но Россия тебе не по зубам. Да, пошел нахуй, я тебе уже 1000 раз сказал, блядь, не по зубам, нахуй. Нам все по зубам, блядь. Если наш народ услышит меня и встанет за меня, нам все по зубам будет. Не то, что по зубам, нахуй. По хую нам будет вообще, блядь. Мы по всем пройдемся, блядь, нахуй. Надо будет, нахуй, блядь, обратно, блядь, приедем, нахуй, в Париж и раздолбаем Париж, если надо будет, нахуй. Нам по хую будет, понимаешь? Суть не в этом, блядь. Суть в том, что, блядь, мы, Давид, блядь, нахуй, в данный момент, точнее, не я, конечно, наш народ, блядь, это рабы ваши, блядь. Поэтому, нахуй, вы узкожопые, блядь, или евреи там ебаные, нахуй, блядь, пока пляшете, пока пьете вино, пляшете, кайфуете, блядь. Ну, иншаллах, у нас будет такое время, когда мы раздолбаем вас всех, нахуй, блядь. Вы заебетесь, нахуй, блядь, там жить, блядь. Вы будете, блядь, вот как вот сейчас мой народ живет в трудности, блядь, так же будете в своем московском болоте жить. Я вам гарантию даю, блядь, так будет. Потому что там вам жрать нечего. Вы будете свои портянки жрать там, блядь. Понимаете? Как-то так. Историю какую-то закинули сюда тоже вот. История, как бы, да, рисунок такой, как будто бы кто-то бежит со стены. В Германии, в Бельгии, Нидерландах, Швеции, Австрии считается, что стремление к свободе, это как раз тебе ответ, блядь, это естественное и фундаментальное право человека. Исходя из этого факта, побег из тюрьмы не является преступлением и не подлежит дополнительному наказанию при условии, что в ходе побега не были совершены дополнительные преступления. Но здесь, конечно, интересный, короче, факт, конечно, тюрьма и свобода, ну, как бы, можно сказать так, да, утрировать как-то можно это, но свобода наших стран и выйти из тюрьма народов, как говорят, блядь, в простонародье, блядь, из России, это наша задача. Чтобы у нас было, так сказать, государство, где мы не будем подчиняться кому-то. Понимаете, мы не должны подчиняться кому-то, блядь. Это касается каждого башкирта, татара, нахче и всех дагестанцев, ингушей, всех, всего Кавказа, всех мусульман. Мы не должны быть рабами. И вы должны это понимать, это я не могу понять вот этого, что, слушая меня, люди, там, распространяя мои видосы и так далее, там, вы можете там кусочками отрезать, грузить себе в ТикТоком, я всегда это говорил вам. Понять, что, блин, мы можем жить свободно. Мы можем жить свободно, но почему вы боитесь? В чем ваш вот этот страх? Вот это меня, блядь, вымораживает, блядь. Вырубается этот свет, достал меня этот свет, что он вырубается, зараза. Под ним надо сидеть, наверное. Как-то так. Поэтому Игорек, как, блядь, в песне, блядь, Игорька, блядь.
Мы, как говорится, сколько сможем, будем добиваться этого. Под русскими фамилиями имена стертого народа. Андрей Малышев, мирянин. Выпустил словарь «Мирянская. Историческая ономастика». 1232 древних мирянских имени и 743 современные русские фамилии, которые из них выросли. Источники, судебные акты и земельные документы Северо-Восточной Руси XIV и XVI веков. Редкие верхневолжские фамилии, труды Веселовского и Кузнецова. Мирянская историческая ономастика. Вдруг, если что надо, можете почитать, о чем мы сейчас поймем. Блять, не видно нихуя. Сейчас. Мирянская. Еще он говорит, Меря, финно-угорский народ, живший там, где сегодня Ярославль, Кострома, Иваново. То самое сердце исконно русских земель из учебников. Только вот сердце это ассимилированное, народ поглотили. Язык стерли, а имена перекроили в русские фамилии. Носители этих фамилий сегодня даже не догадываются, что в их роду записана история совсем другого народа. Вот вам, блядь, ответ того, что я вначале вам и говорил, блядь, всегда я говорю, что русских, как мы поняли, нету, блядь. И вот вам ответ. Это и есть самая старая имперская операция. Настолько тотальная ассимиляция, что присваивается даже память. Мирянскую историю объявили древнерусской. Мирянскую землю, колыбелью русской государственности. Империя началась не с Казани, не с Кавказа, она отрепетировала все на ближайших соседях. Показательна и форма издания. PDF за 500 рублей. Через самиздат. Мерджа Пресс. Ни один государственный институт РФ такую работу не выпустит. Там за мирянский сепаратизм уже заводят разговоры со следователями. Исследование о народе, исчезнувшем 5 веков назад, в 2026 году, возможно, только как самиздат. Сколько еще народов лежит под фундаментом тысячелетней России и сколько фамилий хранит их имена. Понимаете, да? Тут конкретно, ну, это рядовой деколонизатор, откуда откопал это все. Суть того, что на ваших землях, точнее, на ваших землях, блядь, как правильно сказать, блядь, в этих землях, блядь, жили, по сути, блядь, другие вообще народы, блядь. И этих народов вы сделали русскими, блядь. Вот и все, блядь. По сути, вы лаптоебы, нахуй. Вот и все, блядь. Бурлаки ебаные. 23 июля беспилотники атаковали ЛПДС Субханкулова, узловую станцию Транснефти Урал, через которую идут прием, хранение и перекачка нефти по магистральным трубам. На объекте начался пожар, о взрывах первым рассказали сами жители, а Синтрасбор подтвердил, что цель именно Субханкулова. До фронта отсюда за 1000 километров, но цель выбрана не случайно. Нефть из башкирской трубы давно работает не на республику, а на Кремлевскую войну. Как и все, что-то, отданное федеральному центру, Украина бьет по кошельку Москвы, а горит у нас. Хабиров отправил на фронт десятки батарей и обещал, что война останется в телевизоре. Теперь она дымит над Туймазинским районом, пока Башкортостан остается трубой и топкой чужой войны, гореть будет везде. Гореть будет здесь. Вот как-то так. Вот поэтому, как говорится, Туганлар, гореть будет везде, само собой, и Башкортостан, и Татарстан, и так далее, и так далее. ФСБ тобой уже занимается. Ну и хуй на него, блядь, на ФСБ твою, блядь. Займись лучше собой, нахуй, блядь. Иди подрачи лучше, блядь, и остынь, нахуй. Мы за тобой придем. Так что оставь свой адрес, нахуй, блядь, нахуй, чтобы зашвабровать тебя, блядь. Самый, нахуй, главный, нахуй. Сиэтл — это он. Это вождь местных племен Суквомиш и Дуамиш, территория, которая ныне зовется штатом Вашингтон, США. Вот, всегда это вот интересно мне было, вот, индейцы. Тоже, можно сказать, наши предки. Это единственная его фотография, датируемая 1864 годом. Сиэтл. Ну, не похож ли он, черный такой, на какого-нибудь там казаха,
или кыргыза, или там башкира, или что-то в этом роде. Сиэтл получил заслуженную славу сначала как бесстрашный воин, сражавшийся с белым, а потом как мудрый дипломат, наладивший выгодные экономические и социальные связи. В честь отваги и мудрости этого человека его имя было присвоено нагорода Сиэтл. Сиэтл, штат Сиэтл или город Сиэтл. Ну, сразу видно, что маленького роста человек, ну, явно это не из тех краев человек, и я вот иногда порой, всегда я наблюдаю здесь людей узкоглазых, ну, этого тоже можно сказать узкоглазым, ну, как-то оно в дальнейшем оно изменилось, но узкоглазость есть. Вот этих людей, которые сюда прибывают из Мексики, из откуда-то еще приезжают и говорят, что мы мексиканцы или там бразильцы и так далее, в их глазах тоже есть узкость. Понимаете? Я считаю, что это тоже из той категории индейцев, которые как бы туда-сюда скакали, перескакали, и таким образом мы когда-то об этом уже обсуждали с вами. Просто уж это как напоминание, короче, да? Блять, голуби летают, заебали. Напоминание того, что там тоже, получается, перекочевали наши, так сказать, древние племена туда, и, получается, получились индейцы. Поэтому, как бы, когда говорим о том, что Америку сделали, и таким образом мы уже точно, уже я даже для себя убедился, что опять-таки эти ебучие крестоносцы и всякие, блядь, англосаксы и всякая вот эта поеботина, нахуй, ебла, нахуй, этих индейцев. Это, получается, наших предков, можно сказать, ну, коренных каких-то наших корней, да, можно сказать так. А тут, получается, такая же хуетация в виде Путина и так далее, бля, вот это шушеры ебучие, нахуй, из узких земель, блядь, так сказать, называемых финно-угров, блядь, ебут наших до сих пор здесь, блядь. Там ебли наших тоже, блядь, на той земле, блядь, и тут, нахуй, понимаешь, им земля не хватает земли, блядь, суки ебучие, нахуй. Сами все, получается, выползли, нахуй, грубо скажем, из этой Европы, блядь, понимаете? Выползли из Европы, блядь, и, получается, ебут тот конец. Дичь полная, блядь. Поэтому об этом тоже нельзя забывать и, как говорится, постоянно напоминать. Липсис, экономист Липсис, оттуда, так сказать, весточка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин стал миллиардером. По итогам 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин, который пиздит там, надо делать это, надо делать, ну хуй один, если вы видели его, превысил 257 миллионов рублей, а на его банковских счетах находилось почти 1 миллиард рублей, следует из сведений о доходах и имуществе кандидатов из федерального списка «Единой России», опубликованный ЦИК. Доход Володина оказался в 3,5 раза выше его среднего годового дохода в период с 2016 по 2021 год, когда он в последний раз публиковал декларацию. Володин мастер по сокрытию роскошной недвижимости, общей стоимость которой невозможно посчитать, пишет проект. Почти всю жизнь он занимается политикой, а многомиллиардный бизнес и элитную недвижимость втайне оформляет на свою пожилую мать, говорится в справке издания на политика. Вот понимаете смысл, что вот такие Володины, хуёдины, нахуй. В Башкортостане, Татарстане тоже хватает. И в Чечне, и в Дагестане. Их наших дохуя. Поэтому вот таких подобий Володины, блядь, нахуй, Манкуртов и так далее, блядь, мы в первую очередь должны будем, блядь, нахуй, выдаить за наши расходы Башкортостана и Татарстана. Всех богатых, которые сейчас пиздят рахаттан объяшилер, оларны бүтүнүсүн сегерген, нахуй. Бүтүнүсүн дункайтырга, бүтүнүсүн, блядь. Я вам всегда говорил об этом, всегда и говорю об этом. Вот, блядь, свет, сука. Чего этот свет не горит? Всегда я вам говорю, что оларны бүтүнүсүн, нахуй, перераздеть деген, блядь. Всех раздеть, нахуй. Кутын берген, нахуй. Голой жопой, нахуй, отправить в пизду. Куда хотят, там и пусть живут, нахуй. Кто там переборщил, нахуй, сажать, блядь. Кто там более-менее, нахуй, ну и нахуй их. Главное отобрать все бабло и научить их жить на все остатки своей жизни, нахуй, на работе. Чтобы научились они работать, нахуй. Вот как-то так вот. Именно, вот показательно хочется наказать их таким образом, блядь. Сыгнып, нахуй. Хазыр рахаттанып яшилер олар. А потом оларны аштансыз колларга, блядь.
Bütün akşamı, блядь, bütün miskinlerge таратырга, Башкортстан, Татарстанны юклык жерлерine таратырга, блядь. Сделать так, чтобы, блядь, нахуй, все бабки вернулись в Башкортостан и в Татарстан. Из Москвы и откуда они будут перепижены. Всех найти по всей земле, блядь. Куда они скроются, не скроются, найти из-под земли, нахуй, блядь. Все ихние богатства, крысятничество ихние, блядь, все привести, блядь. Все привести и вернуть Башкортостану. Только таким образом мы сможем, получается, восстановить справедливость. Чисто из-за справедливости. Это потому что Башкортостан и Татарстанга акшалар кереги юг, по сути. Но вернуть это будет, как говорится, наказание за их крысятничество и за их манкурство, блядь. Поэтому только нужно будет их ебать. Только из-за этого, блядь. Давайте, приезжайте в ФСБ, МСБ, давайте, ждем вас, нахуй. Так, фракция мусульман в Курултае. Кстати, блядь, сделаем, нахуй, скрин. Ирекля Фикер клуба или Жиденши Ултараш. Фракция мусульман в Курултае. Мусульман фракция, это Курултайда прей мусульман фракция была, бик яхшы булсак. Элек булган бит ул. Булган мусульман фракция. Мусульман фракция ултыра, ул тавыш бирә. Каршы әйтә мәсәлән, куда була китерә? Буна бер мисал. Башкортостанда спирт заводы насабылмы, юкмы? Коелды дейбез, мәсәлән, Курултайда карау биргән. Дини фракция, мусульман фракция әйтә, юк, бөтен илдә булмайса. Спирт спирт заводы. Ишмурат хәзрәт. Аракы, пиво. Сараган булмайса. Бөтен бу каты караш белән каршы. Хакы бармы? Бар. Чөнки мусульманнарның буга каршы чыгарга хакы бар. Кыска гына шу ике күздә исә калдырайк мусульман фракция. Минем аңлавымса, киләһе Курултайларда Mana ko'rdingiz, men sizga еще раз mana buni aytmishi bo'lmaydi. Mana надоел bu света-da, блин, вырубается. Mana aytmishi bo'lmaydi. Блять, сейчас постойте-ка, стол передвину поближе, блядь, под свет. Сейчас, секунду. Я здесь сижу, блядь, тупо на улице. Короче, что я хочу сказать. Я на этот вопрос уже 1000 раз вам отвечал насчет мусульманского Курултая и так далее. Башкортостан, Татарстанда, вот я вам еще раз повторюсь, потому что, видите, повторение мать учения, надо повторяться постоянно. Қабатлап айтамын сізге. Башкортостан, Татарстанда бір нендейді орақ болмайшақ, блядь. Понимаете, ненде орақ мәсәләсін ул көтерәм, мұна мен шонарға аптырайым. Понимаете, дуслар, вот это и есть то, что я вам когда-то в Нидерландах говорил, что не объединение Габбасова, Айсина и всех вот этих кутахбашев приводит вот таким, блядь, расчленением наших мыслей. Я вам 1000 раз говорил, давайте подсоединим всех, соберем один маленький курултайчик и будем общаться все вместе. Я вам предлагал 1000 раз об этом. 1000 раз я вам говорил, давайте, дуслар, менің подписчиклар, бүтінігізге мен айттым, шуларға язығыз, Габбасовка кириллянган, блядь, малайға, блядь, Айсинга, блядь, все крутые, которые меня блокируют, которые не хотят общаться со мной. Вот им всем. Сори. Короче говоря, вот всем, еще раз повторяюсь, блядь, если они рано или поздно, вот отрежьте этот промежуток и куда-нибудь коперните, отправьте всем, куда нужно, блядь. Мен айттым, Башкортостан, Татарстан, да, я за Ичкерию, за Дагестан, сами пусть они отвечают. Бір қошанда орақы заводы болмаяшақ, сіз оны раз и навсегда запомните, блядь. Нахуя бізге орақы заводы, блядь. Понимаете, мен оңнамын шуны, блядь. О чем может быть речь? 57-ші утырышта бұл сөйлейді бит оны, что орақы нәрсесі болмай. Я это даже по сути коперну, кидану себе, блядь. Как напоминание, блядь. Кидану себе. Я, дуслар, мен сізге айтам, блядь. Это полнейший абсурд. Абсурд того, что будет ли что-то или не будет. Само собой не будет. Башкортостан и Татарстан это мусульманская страна будет. Это мусульманские территории, альхамдулилля. С 1922 года, как приняла Казань, потом Башкортостан тоже, наверное, в это время принял. 1922 год, не забываем. Больше 1000 лет, блин. О чем вы говорите, так сказать, этим календарем, да, если так называть? Больше 1000 лет.
почти уже, грубо сказать, 1200 лет тому назад, грубо сказать, принято. И вы говорите о каком-то, что будет Курултая фракция какая-то или какая-то партия, что она будет голосовать. Арака булмайшак, булашак, булмайшак, булмайшак. Булмайшак. Руслар, ол нәрсәне вообще бұл теманы күтәрергә дә ярамый. Не то, что там булаяшак или булмаяшак. Поэтому, исходя от этого, я максимально всегда говорил, что Курултая Башкортостана и Татарстана будет так, что весь контингент, который будет там сидеть, он должен образоваться из нас. Он будет из нас образован. Почему? Потому что мы вводим в тему новшества, которые будут правильными для этого нового Башкортостана и Татарстана. Почему? Потому что мы не хотим зла своему народу. Нахрена они должны бухать? Нахрена у них должны быть наркотики или еще что-то в этом роде? Запрещенки какие-то. Зачем оно нам нужно? Зачем мы на нем будем зарабатывать? Зачем нам эти харамные деньги? Понимаете? Да хрена зачем? Поэтому бізде булырга тиеш бүтін нәрсе стандарт халяль. Чтобы бүтін араб келерге может бізге, бүтін дүниядан мусульман келерге может бізге, чтобы у нас они не боялись поесть мясо. Они должны знать, что это халяль. Это башкортлар и татарлар булар мусульманлар шепшин. Ханафитский мазхаб при том. А не какой-то там, шииты или что-то в этом роде, Понимаете? Вот что мы должны гнуть, А вы, а он о чем говорит? Мало плавает, так сказать, мелко плаваешь. Ишмурат Хазрат, мелко плаваешь. И говорит о том, что, что будет, а то, что мы будем делать. Нет, что будет и как будет, мы должны говорить. Мы будем строить этот мир, Аллах Берса. А не кто-то там за нас будет решать, Папа Карло какой-нибудь придет опять, за нас будет решать. Нет. И все. Поэтому я этим не согласен. Я 1000 раз говорю, он снюханный, потому что с Габбасом они дружат же. И Габбасов, как говорится, выше крыши не дает прыгать. Почему? Потому что я считаю, что у Габбасова сидит, его, братишка Рустам, и его, прикрутили там в Кремле, и он пиздит всякую хуйню. Я считаю так. Я не верю Габбасову порой иногда, то, что он откровенно что-то говорит, Он просто играет роль свою. Ему сказали, с Кремля, чтобы играл он роль, и все, Ни больше, ни меньше. Я вот такие подозрения пошел, насчет Габбасова. Потому что онардан кутак куланан, вот за все время я не увидел, кутак шкильный куланан, Понимаете? И это очевидно, Когда у тебя кого-нибудь там засунут, ты будешь плясать под Кремль, нахуй. Это очевидно, И все так и пляшут, Не помните, что ли, когда я общался с Кашаповым, я говорю, а что Айсен так, Айсен? Айсен курка. Кашапов-то в лицо мне говорил, что Айсен курка. Он боится за родных там, туда-сюда, поэтому он не говорит ничего. Понимаете смысл, мне похуй. Я вам вот в начале эфира только говорил, что я с родственником нахуй-захуй поссорился, мне похуй вообще, Манкурты, нахуй они мне нужны, даже мне родственники нахуй не нужны, Я это вам, откровенно говорю, потому что я понял одну вещь, что если ты идешь к цели, не то, что там манкурты или не то, что там, родственники или там еще кто-то там, чужие, не чужие, все, Если они, против тебя, против твоих действий, нахуй, родственник бламу, башкасы бламу, кутагамнан нары, Вот и все, похуй вообще, Понимаете? Почему? Потому что, люди, которые, хотят независимость Башкортостана, они будут за тебя. Вот ул сиңа туганга айлана. Ул, мана шу кишләр безнең туган булачак. А те, которые хотят, сука, чтобы ты дох, на войне или там, за Русь топил, ул сиңа туган түгел, Хоть бер карыннан төшкән булсаң да, похую мороз, Понимаете? Вот это мы должны, вот эту крепость нам нужно, как говорится, построить правильно, чтобы мы могли, как говорится, не как там вы в головах, наверное, будет мысль такая у вас, наверное, по головам идти. Нет, не по головам идти, а идти без них. Потому что мы же не собираемся туганларно мочить всех подряд, нахуй. Просто они
постоят стороночкой, подумают нахуй, блядь. Подумают нахуй, где их, блядь, косяк. Дадим время, подумать им, блядь. Не тупили нахуй в дальнейшем. А мои родственники выбрали тупой ход. Ну и нахуй. А я считаю, что я на правильном пути. Вот и все. Потому что меня важнее, блядь, Башкортостана, Татарстана, свободоса. Не из-за того, что я здесь скитаюсь, блядь, нахуй. Я выбрал этот путь, блядь. А из-за того, что, блядь, нахрен, наш народ, блядь, не должен быть униженным. Вот только из-за этого, блядь, нахуй. Вот только из-за этого, блядь, мы должны встать. Унижение, блядь. Наше унижение должно нам позволить уничтожить Москву, блядь. Вот это нужно проявить в нас, блядь. Просыпайтесь, Туганлар, блядь. И хватит спать, блядь, как долбоёбы, блядь. Униженные. Россия ужесточила требования по урегулированию конфликта после отказа от духа Анкориджа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, Москва больше не рассматривает территориальные уступки и намерена сохранить контроль над территориями, которые считает своими. Само собой. Вы поймите по истории, где-нибудь, блядь, это узкожопые ебаные, блядь, со времен Ивана Грозного кому-нибудь что-нибудь отдали, блядь? Вы где-нибудь видели, нет? От Сахалина до Крыма что-нибудь отдали, нет? А к чему может быть, блядь, дух Анкориджа, блядь? Хоть могила Анкориджа, нахуй, блядь. Ничего не отдадут они, блядь. Поймите это, блядь. Это вы, блядь, сука, блядь, мягкосердечные, нахуй, все отдаете пизду, блядь. Башкортостан отдали, Татарстан, Чечню, Дагестан, все отдали, нахуй, блядь. Лишь бы не умирать, блядь. Пизду, блядь. А до вас, до нас, блядь, почему они дохли тогда? Почему, блядь, Салават Юлаев, блядь, все умирали? Почему? Почему они, блядь, за свой народ боролись? Нахуя им это надо было, блядь? Объясните? А может, это его личное? Это, может, тоже мое личное только, да? Вот из-за меня только. Может, из-за себя я только, блядь, это я вам долблю, блядь, часами, блядь, веду эфиры и так далее, блядь. Там моментами я проебался только. Потому что жизненный цикл у меня, жить надо на что-то, блядь. Работал. А так, блядь, мои мысли не поменялись, Аллах ашкар. Может, наоборот, еще сильнее укрепление взяли они, блядь. Видя все вот это безобразие, блядь, в жизни. Поэтому туганлар бізге, да, Урал, Игорь Кутак, ну, само собой, блядь, а тут уебанов хватает, блядь. Потому что туганлар, блядь, максимально репост, потому что, видите, давно не сидел, и эфир не просматривается. Один человек, Рахмат, сидит, вот, людей нету. Почему? Потому что и время, конечно, может позднее. Я не знаю, позднее, не позднее, какая хуй разница. Людей нету, потому что давно меня не было в эфире. Вот и все. Продвижения нету. Надо продвигать. Как-то надо продвигать эти эфиры. Вот и все. Поэтому нету, так сказать, продвижения. Я постараюсь тоже какие-то моменты скопировать с этого Ютуба, потом постараюсь, и потом вытащу. Короче, туганлар, будем тогда на этом духе Анкориджа останавливаться, потому что эфира до хрена. Там новостей до хрена, это сколько месяцев я вам не выходил, да, ведь со времен, март, апрель, блин. Ну, точнее, я выходил, конечно, чуть-чуть о какой-то херне рассказывал, наверное, на Мадейре, я не помню, о чем я говорил. Это фигня все. А по цели я уже давно не выходил со времен Нидерландов. Считайте, последний эфир, наверное, делал в марте, наверное. А сейчас апрель, май, июнь, июль. Дуртаюткян, блин, кошмар. Поэтому, туганлар, что я хочу сказать, что нам в первую очередь нужно бірден боларға керек, бірге боларға керек, бізге жақынлашырға керек, друг другу мы должны, как говорится, прийти к знаменателю тому, что башқұрт башқұртқа брат, татар татарға брат, башқұрт білен татар брат, чечен білен Дагестан брат, біз да бүтініміз брат, біз мына шуларға біз келуге тиіспіз. Понимаете, в первую очередь. Братовство наше должно, как говорится, укрепляться. Не должно оно, блядь, где-то там рассеиваться, блядь, по дороге, блядь, услышав это, нихуя. Если ты ради Аллаха веришь в себя, в первую очередь, веришь в Аллаха, ты должен верить, как говорится, в людей, которые будут
тобой вместе. И укреплять эту связь. Укреплять, чтобы таким образом, чтобы нас нигде не кидали, и мы друг друга не кидали, и не позорились, блядь, из-за каких-то сраных денег, блядь, нахуй, как вот этот мой напарник, блядь, как говорится, разделяй и властвуй, решил так поиграть игру, блядь. Вот этого не должно быть у нас, понимаете, бірге болырға тиіспіз. Поэтому наша задача, Дуслар, максимально объединяться и вести диалоги именно по уничтожению Москвы, за свободу Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана, там, Ингушетии и так далее. Поэтому мы должны быть, так сказать, свободны во всем. В первую очередь мозга. Свободу мозга нужно преодолеть, блядь. Освободить мозг, чтобы он был свободным. А потом уже наши действия пойдут, как говорится, в таком ключе, что мы будем только бороться за свободу. За свободу наших, так сказать, действий предков. И они чего хотели от нас. Зачем они умирали. И все это, как говорится, должны мы повторить. Повторить таким образом, чтобы приобрести свою свободу. Вот и все. Шуңарға дуслар, исәнлек, саулык, тазалык, байлык деген кебек главное ширләмәгез. Будьте, как говорится, на спорте всегда максимально, да, ведь мен дә әзгенә ябыгып киттем, потому что скитания эти, теге, ашау да вовремя түгел, и все это по беспределу, и скинул вес, блядь. Да и летом я всегда худею, но вижу, что, блядь, фейс мой тоже, блядь, похудел, блядь. Короче, есть свои какие-то мучения, может, поэтому тоже скидываю вес, хуй его знает. Короче, давайте увидимся, будем почаще делать эфиры, надеюсь, блядь, если, я не знаю, меня хазар в данный момент должен сам эшләргә кирәк и дальше жить. Другого варианта у меня нет. Так что бердәмлек күч. Главное, чтобы мы были вместе. Давайте максимально распространяйте, передавайте друг другу, кидайте по всему Башкортостану, везде распространяйте максимально это все. Пусть послушает башкортлар, хам-татарлар внутри. Да и всем касается это, и бурятам, и якутам, и всем. Чтобы все послушали, поняли смысл. И азиатам, и узбекам, и казахам, всем. Максимально. Репост. Рахмат. 1.45 здесь. В Башкортостане. Ну да. А здесь 21.48. Вот так вот. Просто надо идти, потому что здесь у нас кухня. Кухня будет закрываться, потому что это как бы не моя кухня. И поэтому надо пойти поужинать туда-сюда. Короче, шундыхаль. Ну, давайте всем хорошего вечера. Танышоко. 1.45 болгач вообще тун. Он да созда. Будем на связи. Буду я это как-то монетизировать, постараюсь вытащить их все максимальные какие-то разговоры в ТикТок надо вытащить. Надеюсь, интернет позволит мне это сделать. Рахмат. Давайте, пока.